Так, ассаламу алейкум, приветствую всех. Так, еще нас не видно. Еще не видно. Вот уже вопрос об Анкийском ущелье. Да. Каждый раз мы. Так, все началось. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Ассаламу алейкум, Маша Дова. Как видно, как слышно? Скажите со звуком как, чтобы было понятно, слышно. Как звук хорошо видно и слышно. Так. Ва алейкум салам, ассаламу алейкум, хауми телефон чухаусар хвай. Ва алейкум салам. Звук мою, как звук, скажите, как слышно? Мы чуть-чуть камеру отодвинули. Да. Надо ли кричать или можно тихо разговаривать? Привет, Виктор с России. Привет. Так. Дикий бог. Угу. Отлично, отлично. Так, сейчас потихоньку можно будет начать уже отвечать на вопросы. Сегодня у меня снова в гостях легендарный Хусейн Исханов, полковник Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, депутат последнего созыва. Сегодня можете задавать ему вопросы, и он с удовольствием, с радостью вам ответит на ваши вопросы. Ассаламу алейкум. Добрый вечер всем. Мы рады до вас донести информацию, которую мы владеем, и ответить на ваши вопросы. Любые вопросы можете задавать, на любые вопросы можете получить ответ. Где мы компетентны, мы можем ответить, где нет, уж на нет и суда нет. Вот, Хусейн, первый вопрос поступает. Джон Бондо спрашивает. Здравствуйте всем. Вопрос к вам, Аслан. Что вы думаете об инциденте в Панкийском ущелье и что вы об этом знаете? Ну, мы знаем, конечно, не очень много. Мы видели видеоматериалы, где грузинская полиция пыталась разогнать демонстрации, были столкновения с грузинской полицией, местных жителей. И, конечно, там надо местным жителям и полиции найти общий язык, потому что нельзя позволить конфликту слишком далеко зайти, чтобы не пролилась кровь, потому что этим сразу воспользуется Россия, и мы уже слышали, что Кадыров грозился туда какой-то спецназ свой запустить, в общем, уже началась провокация. Я думаю, что внутри там тоже в Панкийском ущелье найдутся люди, которые захотят поддержать или подлить огонь масла, и очень надо быть осторожным в этом плане. Да, вот я тогда дополню, мы только что общались с человеком, который непосредственно был на месте событий, который был очевидцем вот этих событий, митинга, то, что там было. Говорит, что применялась сила как с грузинской, как с полицейской стороны, так и с грузинской стороны митингующих, которые были против. Так что будем надеяться, что все обойдется, как граждане одна страна, вне зависимости от национальности, но как бы в демократической стране мнение граждан должно учитываться, поэтому будем надеяться, что власти Грузии учтут внимание всех. Так. Эфрит 17 задонатил. Слава Ичкерии Украины, вместе мы сила. Героям слава. Дякую. Так, вопрос дальше. Как найти, спрашивают. Вопрос. Читаете ли вы, каждый ответьте, что нашим добровольцам на востоке Украины грозит опасность более частой выдачи людоедов в связи с Зеленским? В связи с Зеленским. Ну, за то, что Зеленский назначили. Ну, от того, что я не думаю, что со сменой президента в Украине может что-то поменяться, потому что все-таки там правовое государство, существует конституция, существует Рада, которая не даст никакому президенту превысить свои какие-то полномочия. Это в любой стране так. В начале, когда предвыборная кампания идет, конечно, люди ожидают
увидеть у власти тех людей, которых они бы хотели, каждая сторона хотела бы видеть. Но в принципе, кто бы не был избран, как практика везде показывает, что потом это все нормализуется потихонечку. Происходит привыкание и все. А по поводу того, что грозит или нет, ну, я вот просто хочу предупредить этих людей, да, которые воюют на украинской стороне, чтобы они сами были более активны в политическом плане. Вот я как-то разговаривал с ребятами оттуда несколько лет назад, предупреждала, что такая ситуация возможно будет, потому что в свое время надо как бы иметь ну, сторону, да, иметь как бы законную власть свою, ичкерийскую власть, поддерживать эту власть для того, чтобы мы могли контролировать этих людей, могли стать на их сторону и в случае опасности применять какие-то рычаги, какие-то меры. Но когда эти люди, например, если кто-то не хочет с нами иметь контакты или там не признает свою власть, тогда, конечно, помочь бывает очень сложно. Поэтому здесь важно, чтобы эти люди, кто воюет, понимали, что их безопасность зависит от того, признает ли Украина правительство Ичкерии. Если эти люди будут способствовать тому, что украинская власть признает правительство Ичкерии, в данном случае во главе с Ахмедом Закаевым, то их положение, конечно же, будет намного лучше, конечно же, будет намного надежнее, потому что мы можем влиять тогда на этот весь политический ход и на другие дела. Ну, я тоже тогда, как меня просили, скажу пару слов. Да, я в какой-то степени считаю, конечно, им угрожает опасность, как сказал Хусейн совершенно точно, что да, позиция наших бойцов не вмешательство в украинские дела, внутренние дела Украины, но быть полностью вне политики, находясь на войне, ну, в принципе, невозможно. Поэтому нашим бойцам нужна бывает помощь, там, например, правозащитников, которые здесь в Европе находятся, других разных там активистов, которые могут что-то сказать. Был случай выдачи Тимура Тумгоева, был вот сейчас, вчера, кстати, вечером отпустили Амхада Илаева, но дело еще у него не закончилось. Его выпустили из изолятора. Огромное спасибо всем, кто поддержал, кто помог. В первую очередь украинцам, которые там на месте очень много сделали. И такое может произойти в любой момент, вне зависимости, Зеленский это или нет. Две страны рано или поздно, как бы они долго не воевали, они приходят к миру, и тогда может возникнуть, кто они такие, и кто эти, ну, какой статус эти ребята тут имеют, да, и если они там разыскиваются, а Россия подает безосновательно в розыск, обвиняя там в Сирии, терроризме, ну, это, ну, все прекрасно знаем, как это все происходит. И поэтому этим ребятам, как говорит Хусейн Исхан, обязательно нужно не отстраняться от политики, как бы найти, даже если среди вас, среди этих бойцов нету ребят, которые могут там качественно изложить, там, написать какую бумагу, текст, там, вести какую-то политическую деятельность, найти украинца, пресс-секретаря, проще сказать, который будет озвучивать те же мысли Муслима Чеберлоевского и так далее. Поэтому нужно государствообразующее мышление и действие должно быть. Я получил сегодня от Муслима Чеберлоевского ответы на вопросы, которые мне задавали, еще ему там задавали. Я этот ролик смонтирую и, кстати, анонсирую его завтра уже выложить. Кстати, увидите, что говорит Муслим. Так, тогда сейчас чуть-чуть пропустили мы, дальше пойдем. Дальше. Так, у нас донаты. Каратель задонатил. Ассаламу алейкум. Хусейн хахтар дарса Исабая Хусейн алейх. Суэйдар. Валейкум салам. Валейкум ассалам. Да, салам. Исабаев Хусейн, командир 3-й роты, Шамиля Басаева, Абхазский батальон Илчайнацика, командир 3-й роты, Юсун Войзен Чайнага, президентский дворец Чувенери, на подкрепление он пришел в президентский дворец и там воевал, показал себя очень хорошим командиром. Это было в первую войну в 1995 году. И после этого Исабаев Хусейн с группой Гилаева ушли в Грузию, и потом по возвращении он в дороге
погиб, да, Лазарь Павловец, Амин. он был очень мужественный, очень хороший, очень толковый командир, это я могу подтвердить, потому что я его лично сам знал и видел его В деле. да. Амин. Так, гость задонатил, Баркал. Так, без вопросов. Так, спрашивают, они из Гамбурга? Да, мы в Гамбурге сейчас находимся. Адам. Аслан, те чеченцы, которые воюют в Украине, у них потом в России не будет проблем? Или они не живут в России? Да. Нет, у них проблем не будет. У них будет все хорошо с Россией. Эфрит 17 опять задонатил. Спасибо. Скоро будем праздновать независимость Ичкерии. Дай Бог, Эфрит, дай Бог. Так, Баркалаза ответ Хусейн, Аслан. Нас поблагодарили. Так, я перематываю. Ифрит опять задонатил. Спасибо, Ифрит. Так, вопрос. Алан Бакер. Вопрос. Как вам идея объединения нашего народа в Европе под названием Вайнахи, а не под русскими кличками Чечен и Ингуш? Покажем, что мы единый народ. Что вы думаете об этом? Ну, преждевременно, я считаю, нам здесь мы, конечно, на бытовом уровне мы можем говорить, что мы братья, все такое, но главная задача у нас сегодня освободить свою родину. Главная задача – это наша государственность, которую мы другим, если мы будем сегодня, вот просто представьте, если мы поменяем название Чеченская республика Ичкерия на какое-то другое, как был Кавказский Эмират, или там Вайнахская республика, или Объединенная Вайнахская республика, то теряется вся эта база, на которой мы построили государство. Нам надо вначале освободить свое государство, а потом объединяться уже не только чеченцы и ингуши, а весь Кавказ должен объединиться. И примерно в будущем мы должны добиться того, чтобы, вот как была Горская республика, да, в 19 веке, вот примерно вот такого качества государства нам надо построить. Не только государство должно быть одни мусульманские там народы, все народы Кавказа, независимо от религиозной принадлежности, что ли. К этому надо стремиться. Здесь в Европе мы должны вести, опять-таки, мы должны вести борьбу здесь, вести борьбу как народ, над которым совершили геноцид. Как ингушский народ, например, в 1943-1944 году, и чеченский народ. И потом уже над чеченцами 2 раза была война. 2 войны мы пережили, и эти 2 войны мы не можем никуда выкинуть, потому что это тоже геноцид, который имеет свое продолжение. Поэтому здесь важно, да, понимать, что не от того, что мы будем словами кидаться, там, в войнах или не война, главное, а важно, что цель должна быть у нас, четкая цель к самоопределению, к независимости, именно с этим названием, вот эта Чеченская республика Ичкерия, да. Сегодня я почему это подчеркиваю, Чеченская республика Ичкерия. Вот смотрите, если мы называем, например, Даймок, ассоциация Кадыров, да, дома сидит, падишах есть. Там Чеченская республика опять занята, да, там, потому что российские войска и так далее. То есть в войнах, как бы ни назвал, единственная незанятая территория – это Чеченская республика Ичкерия. Сразу показывает, кто есть кто за что и так далее. Поэтому свой-чужой. Свой-чужой, да. Вот это очень важно сохранить. Да. Так, да, все, с этим вопросом все понятно. Что можете рассказать, Маулют Алтенташ спрашивает, что можете рассказать про Ильяса Талхадова? Ильяс Талхадов, выходец из села Алирой, был в Первую войну и во Вторую войну был начальником охраны Аслана Масхадова. Он при выходе из города Грозного погиб где-то в районе Улус-Керт. В вагончике, где они находились, попала ракета, когда они отдыхали. Из города, когда они выходили, он был крепкий парень, и мне как рассказывали, за его пояс зацепились несколько человек, люди не могли от усталости идти, да, почти падали, бессознательные состояния, он их втянул потихоньку. Да, такой же уставший, да? Такой же, он был очень крепкий. Да, Ильяс был очень хороший парень, это я его давно знал, и да, Лазарь Павловец, настоящий герой чеченского народа. Так, надо будет тогда вот по этим вопросам, модератор, вырезать именно вот тех людей, про которых Хусейн называет, вот этих людей, отдельно, чтобы эти люди были. Так, далее.
потому что эти люди наши герои, и мы должны о них знать. Так, Эфрит 17 опять задонатил. Надо собирать деньги и действовать хитро. Мы ждем. Дякую, Эфрит. Да, это финансовые, мы сегодня тоже обсуждали эти вопросы финансовые. Да, у нас есть очень много проектов. Сейчас готовится, например, книга, да, готовится книга, где будет полностью собрана история Чеченской Республики Ичкерия со всеми указами, правовыми актами, всеми документами. И очень важно будет, чтобы она увидела свет, эта книга, и причем на разных языках она должна выйти, потому что новое поколение, которое растет, например, здесь в Германии, не владеет русским языком. Если мы будем писать только на русском языке, оно будет для русскоязычных. Мы должны довести до всех, до наших детей, которые на немецком здесь, да, учатся, и до самих немцев, и во Франции, и в Англии, и в английской зоне, и в немецкой зоне. В общем, такая задача стоит, и поэтому большая просьба, кто интересуется этими вопросами и понимает важность этого мероприятия, и таких проектов у нас много, просто мы должны объединиться, и мы, если сами не сделаем, если мы не будем финансировать эти проекты, то никто нам не поможет однозначно, и не до сих пор, по крайней мере, не помог. Да, эта книга, мы сегодня ее обсуждали с Хусейном, как Хусейн сказал, в ней собраны все документы, приказы, ну, просто вся необходимая, как юридическая, так и фактическая сторона вот всего становления нашего государства. Я когда начал заниматься изучением вопроса, ну, глубоко не удаваясь, читал наши разные паблики и никогда, ну, как бы не думал, что мне придется уже, ну, копать это все. И когда я начал разбираться и искать законы, акты, как все принималось, как все происходило, так как для себя мне надо было это выяснить, там, написать текст какой-нибудь, и я понял, что у нас вот собрано это немного. Все вот где-то кто-то там на каком-нибудь выступлении сказал, где-то документ там лежит, где-то какая-то часть текста там написана. И вот это все собрано, это уникальное собрание, которое будет выпущено. Для этого, ну, это как бы для нашего государства, для всех, без единого, для всех, для тех, кто себя считает гражданином нашей страны, для всех это очень будет полезно. Вообще я бы еще хотел добавить, помимо того, что там книга будет издана, и мы сами должны делать свою судьбу. Мы сами должны делать фильмы, мы сами должны снимать эти документальные фильмы, снимать. Вот кто-то, если из вас есть, например, какие-то да, какие-то операторы, специалисты, они могли бы, пока участники войны, например, еще живы, да, вот взять интервью там у кого-то, посадить, вот ты где воевал, что делал, вот это, пусть весь свой путь бы 1, 10, 20, 100 человек рассказали бы, и пусть это сегодня не покажут, но оно будет лежать где-то в архиве, и потом, когда нас не будет, можно будет потом, если кто боится сегодня, например, да, не хочется имя называть, можно через там, после его смерти все показать, да, когда ему уже не будет так страшно. Когда ему будет уже все равно. Так, гость опять задонатил, дал эту боль, ночью он турпалхой. Эмин, дерес хуль, дал сад дуэла. Так. Лайки не забываем, говорит Рамазан Магомедов. Лайки это типа билета входного сюда. Поставил лайк, зашел на стрим. А если вы ставите лайки, это не нам нужно. Это нужно, чтобы все это увидели. Чем больше лайков, чем больше у нас просмотров, чем больше вы распространяете это видео, тем больше об этом люди увидят. Мы хотим донести против вот этой многомиллиардной машины пропаганды ФСБшной, которая работает как на России, так и временно оккупированной Чечне. Мы пытаемся донести реальное положение дел. Поэтому, а вы, наши зрители, должны нам в этом способствовать. Так, далее. Так, опять я перемотаю, потому что мы опять много пропустили сейчас. Вопросов много.
Хусейн, скажите, Алайн Волков спрашивает. Хусейн, скажите, пожалуйста, почему бы вам не приложить усилия в Европе для подготовки подрастающего поколения кадровых работников? По-моему, Хусейн, я отвечу за него, по-моему, все время Хусейн на это только прилагает усилия. Кстати, и вам я советую тем же заняться. В помощь Хусейну. Да, это очень важно. Сегодня мы все должны заниматься этим делом. Мы должны нашу студенческую молодежь нацеливать на независимость, нацеливать на то, чтобы они занимались политикой, но не забывали, даже закончив вуз, какой бы умный кто бы ни был, если он не думает о своей родине, да, если он не думает о своем народе, то то, что его знания ничего не стоит. Это мы видели от тех специалистов, которые, например, вот в советское время были очень многие академики, там разные чеченцы были, и когда пришла беда, когда народ нужна была помощь, эти люди самоотстранились и, в принципе, ничем не смогли помочь, ну не захотели просто. Поэтому сейчас нам надо совершенно перестроиться, по-другому этих людей учить патриотизму, мужеству, и чтобы они были полезны для своего народа, а не только для своего кармана. Так, каратель Исабаев в 2002 году, раньше Гилаев уехал в Чечню. Последний Хусейна, я с ним был рядом. Никогда не забуду его слов после своего ранения. Так, это просто информация. Так, Марк спрашивает, Зеленский, Миша, поверь, Зеленский не предаст Украину. Ну, за Зеленского уже поручились. Так. Но по Зеленскому я тоже могу сказать пару слов. В любом случае, мы сегодня, да, как, например, как представители чеченского народа, мы обязаны признать Зеленского президентом, поздравить его и украинский народ с избранием, демократическим избранием президента. Время покажет, какой он, что он сделает. Мы будем надеяться, что не будет плохим президентом, просто не может Украине быть плохого ничего. Мы не хотим, чтобы Украине было плохо в любом случае. Да, да. Поэтому выиграл в любом случае украинский народ. Ну, конечно, демократия. Честный, да, демократический, честный народ выразил свою волю. И как бы кто ни относился к Порошенко, как бы кто ни относился к Зеленскому, воля украинского народа это Зеленский. Будет его заносить там в одну сторону. Я думаю, есть парламент, в Украине парламент сильный. Майдан есть в конце концов Майдан, который показал, что можно пинками выгнать любого президента. Поэтому за Украину мы не переживаем. Слава Украине! Слава Украине! Так, лунный свет. Аслан Хусейн, от всего сердца приветствую вас. Салам, друзья. Салам, друг. Так. Салам алейкум, алейкум салам, салам, всем слава Украине, героям слава. Так, давайте вопросы. Так, Алан Бакер, модер, это модер. Так, Жорж Харрисон, я не устану этот вопрос задавать, где похоронен Дудаев. Без подробностей. Были случаи, что его ранены вывезли за пределы Чирии. Знали ли вы Хамзата Ханкарова? Я, например, знал Хамзата Ханкарова, который погиб в микрорайоне в 93-м, по-моему, году, если не ошибаюсь, в 94-м, в 93-м году, да, до войны, когда с бандой Лобазанова в 4-м микрорайоне разбирались. Снайперским выстрелом он был там убит. Потом по второму вопросу, или по первому, по Джохару Дудаеву, никто, но есть очень узкий круг людей, знающих, где захоронен Джохар Дудаев. И почему это сделано, тоже понятно, да, что тело Аслана Масхадова до сих пор не выдано, тело других... Как пример. Там, голова Хаджи Мурата лежит в Кунсткамере, как вы знаете. И поэтому для того, чтобы над нашим президентом не проводили всякого рода эксперименты, не глумились. Сатанистские свои. Да, поэтому его тайно захоронили, его никуда не увозили, он захоронен на территории Чеченской республики Ичкерия. Так, понятно. Так, Алды задонатил. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Алды. Приветствую тебя. Так,
Марк Робинсон, Хусейн, про Шахидова и Тевсиева расскажите, кто они, откуда. Знаете таких? Ну, про Шахидова я мало знаю, что, но Тевсиева я знаю. Тевсиев, этот, который Нет, саблю доставал? который Кадыров отсюда из Австрии забрал, которого и сказал, Вот он с большим тазиком там сидит в Австрии, вот это есть Тевсиев. Ну, я могу ничего хорошего, честно говоря, об обоих не могу сказать, потому что сказать нечего. Кроме того, что вот Шахидов, не знаю, насколько подонки, кто из них больше подонок. Только если это Ну просто, обсуждать. да, это обсуждать. А Тевсиев просто еще больше, ну я думаю, больше, потому что будучи муфтием уже, да, после Ахмад Хаджи Кадырова, он был в Австрии, недосягаем, но он принял решение вернуться домой. И сейчас пляшет под дудочку ФСБ, там, Лубянки и так далее. Оба, в принципе, пляшут. Да, но этот уже был тут и мог бы, Ну в да. принципе, Мог бы, да, не поехать. не и всё. поехать. Так, машалла, иштвоуши, тит белш, ергалунаш елаш, гайт диз, а то интернет чауши, люш, рейсбоч, элунаш, гойч, бусал, ценнохчи, дегнаш до нах духбу. Да, нис боа, нохчи антиприкол. Совершенно верно. Ишт Хусейн, аушалви, ан хазахич, лилш духтла. Да, лахт уэлэр вайн, хаушал уэ, архила, дозел дуэн. Так, Black Wolf. Я сам живу в Европе уже 6 лет, и все говорят, надо объединяться, но никто этого не делает. У меня вопрос вам, почему вы не объединяетесь, Хусейн? Почему вы не объединяетесь? Хусейн ездит везде Да, совсем. вот насчет объединения, да, я вот просто хочу встречный вопрос задать, да, на каком основании объединяться? Должно быть основание, на чем объединяться. Если мы объединяемся чай пить, да, это один вопрос, да, там можно чай пить и о политике ничего не говорить. Если объединяться, например, вокруг нашего правительства, вокруг независимости, вокруг нашей государственности, да, если кто хочет вот в этом плане объединиться, да, мы готовы вас обнять очень крепко и даже не отпускать потом. Так что от нас ничего не зависит. Если кто хочет с нами объединиться, мы полностью открыты и днем и ночью. Но только, я говорю, на основе нашей независимости, на основе признания правительства, которое сегодня существует. Легитимное, правоприемное. Да, а просто так объединяться, от нечего делать посиделки, чай пить или семечки лузгать, времени нету просто. Да. Так, Эдельвейс, салам алейкум от черкесов и адыгов. Ва алейкум салам. Ассалам. Братья черкесы, адыги. Так, далее. Пожалуйста, ссылку, Елена Орлова, пожалуйста, ссылку на ваш PayPal. Модератор, закиньте сюда ссылку на PayPal. Уже закинули, наверное. Для черкесов и адыгов тоже очень важно, чтобы Чеченская Республика была освобождена, чтобы мы получили независимость. От нашей независимости будет зависеть ваша тоже дальнейшая судьба. Всего Кавказа. Поэтому вы тоже должны нам помогать достигнуть своей цели, а потом мы поможем вам. Так должна строиться. Как сейчас помогаем все Украине, да. Нам и Украине вы должны помогать. Мы должны себе и Украине помогать, соответственно, и вам потом помогать, как только мы установим, деоккупируемся. Так, Мумин Нохчи. Аслан, будет ли интервью с Ильясом Ахмадовым? Хотел бы больше о нем узнать, а то его давно не слышно. А идея с книгой отличная. Аллаху ат-тубойль. Ну, с Ильясом Ахмадовым я на постоянной связи, мы с ним большие друзья, и вообще даже соседи по дому на Иваново, там, где мы жили дома. И он живет сейчас в Америке, пока документов у них еще таких, как green card и так далее, позитив, как здесь принято говорить, он еще не получил. Американские власти тоже, но эти миграционные имеется в виду власти, тоже что-то там буксует, пока не решают его вопрос, но он в тяжелом положении, я так должен сказать. Еще не обустроенный, там все такое. Но Ильяс с нами, он работает, он вот написал 2 книги, как вы знаете. Был там чеченский комитет создан во главе с Бзежинским. Бзежинский умер, к сожалению. Сейчас немножко это дело тоже
надо возобновлять, искать других людей. В общем, он с нами, и можете ему привет передать, я ему дальше пошлю. Он, скорее всего, и посмотрит эту программу. Да, да, и обязательно попробуем провести с ним. Просто там технику надо наладить. И все сделаем и проведем тоже, я надеюсь. Было бы интересно, конечно, пообщаться. И с ним, и будет много разных людей, которых я буду приглашать, которым мы будем все вместе задавать вопросы и получать от них исчерпывающие ответы. Так, Руслан Сагаипов, ассаламу алейкум. Почему Закаев не убирает Рубати Özdioğ Зудюи, несмотря ее заслуги? Ну куда? Ну этот вопрос я бы не стал вообще тут обсуждать Рубати, потому что у нас есть Рубати, ну, у нее своя жизнь, Закаев не может отвечать за всех нас, и за меня в том числе, не за Аслана, он не может отвечать. Здесь не та ситуация сегодня, чтобы друг друга мы сейчас склоняли, да, просто надо Рубати оставить нам всем покой, пусть она, у нее своя жизнь, просто ей такая, если нравится жизнь, оставить ее в покое, и все. Тем более Зудаеве. Ну да, Хаят отвечал наши. Да. Отвечал, да, что это. Так, Евгений Гор, шалам алейхум, салам алейкум, всем Аслан и Хусейн. Как бы вы хотели бы демократию подобно нормальных стран и народов? Спасибо за ответ. Ну, чеченское общество издревле было очень демократическим обществом. В чеченском обществе все были, в том числе перебежавшие солдаты в 19 веке, 18 веке, в Кавказской войне. Даже эти солдаты имели равные права, как те чеченцы, которые жили, хотя они христианами были, или там, кем бы ни были. Ну, в советское время тоже я должен сказать, что, например, я знаю, я житель города Грозного, там вырос в городе Грозном, там было очень много национальностей, русских было, армяне, евреи, там все украинцы, много чего было. Мы жили очень дружно, никаких межнациональных конфликтов никогда в Чечне, я лично на своей памяти не помню. Когда уже КГБ там где-то, начиная в 80-х годах, начали мутить там потихонечку, да, стравливать народы, и немножко там, и то применяя такие методы, например, рассказывают, я знаю, у меня были знакомые русские, да, друзья, ну, как бы в то время, они работали на другом предприятии, и мне рассказывали, что на выходные, в субботу, вернее, пятницу, в конце недели, или в субботу, не помню, сейчас работали в советское время, в субботу или нет, собирала КГБ собрание там, на этом производстве перед 23 февраля и предупреждали русское население, что 23 февраля чеченцы объявили днем мести, и что будут убивать, там, резать детей, убивать детей. Распять мальчиков. Да, это было, это 80-е годы, советская власть стояла крепкая. То есть в то время даже пытались они нас, чтобы мы не сблизились, не сдружились, надо было постоянно между народами вот, иметь какие-то конфликтные ситуации, чтобы в случае чего развести их, потом, да, как и произошло, в принципе, после 90-го года. Да. Потом, используя русскоязычное население, там, как и в Украине, ущемление прав русских. Ну, демократия, да. И вот о демократии, конечно, мы живем сейчас в европейских странах, мы видим строй, который здесь установлен для всех народов, для всех религий здесь нормальное сосуществование, никого не притесняет, поэтому мы бы хотели тоже, и по нашей конституции, в принципе, точно то же самое, что в Германии, что в Австрии, например, где я живу, совершенно одинаковые законы. Для всех это называется демократия, когда можешь выбирать, кого хочешь, что-то делать. Власть принадлежит народу. Народу, да. Когда ты в безопасности, когда дети ты в безопасности, ты в демократии. И тут, видимо, подразумевается, будет ли там голову отрезать. Не будут, точно не будут. Не будут, да. Ни в коем случае не будут. Так, Нохчи антиприкол задонатил, да, зият обалдоль, дейрейсхоль. Так, Жорж Харрисон, Хусейн Аслан, как к вам обоим вопрос. Неужели вы думаете, что мы словесно освободимся от Российской Федерации оккупации,
Скажите честно, неужели без крови мы добьемся свободы, без крови? Я бы хотел, чтобы без крови, но как это сделать? Но история нашего народа показывает же, тут ничего же сочинять не надо. Да? Наш народ уже 400 лет борется, все время проливает кровь. Вот последние 2 войны, да, мы очень жестокие войны, мы пролили достаточной крови. И главное наше завоевание за эти 2 войны, что мы построили государство, что чего раньше не было. Даже при имамате Шамиля, ну, было там халифат, там имарат и так далее. Ну, в смысле, имарат, как он назывался? Имамат. Имамат, да. Был имамат, но в таком понимании, как сегодня, да, государственности у нас не было. Вот сегодня эта государственность у нас есть. Вся документальная база существует. Нам не надо сегодня проливать кровь. Нам нужно просто молодежь подтянуть, юристов, там, политиков учить, и потом с помощью вот всякого международного рычагов, да, просто освободить свою землю, потребовать ее назад, и все. Россия тоже, вы видите, просто кто жил в Советском Союзе, да, вот должен этот момент вспомнить, что Советский Союз настолько мощное государство было, которое, не знаю, там вся планета была красная от этой красной чумы, и в один час раз и распалась на какие-то, ну, государстве, на 15 республик, в принципе, распалась Россия. И, в принципе, даже мы, живущие в СССР, не ожидали, что так может произойти. Да? Это не верили, что может, хотя и нам говорили, что за столом это все будет уничтожиться Россия, будет Советский Союз. Но произошло то же самое. Сегодня вся тенденция идет к тому, что весь мир ополчился против России, там небольшие механизмы, потихоньку, шаг за шагом, санкциями они давят. И им не надо ее там разбомбить или чтобы людей разогнать по миру. Потихоньку надо просто придушить и положить, чтобы на лопатки, в общем. Да, И там уже совершенно верно. Там же мы свое заберем, Китай свое. Да. Поэтому мы будем воевать. Мы воевали не потому, что мы хотели показать, что мы такие крутые воины, что мы показали. Да? Вот Хусейн один из тех, кто первую войну выкинул Россию из нашей страны. Мы воевали для защиты. Мы не потому, что мы хотели воевать, не потому, что мы хотели попасть в рай. Мы хотим все попасть в рай, но мы воевали не для того, чтобы стать шахидами и попасть в рай. Поэтому мы будем всеми силами добиваться дипломатическим путем, юридическим путем. Базу, фундамент, вот Хусейн и наши старшие уже заложили. Фундамент государства имеется. И что написано пером, как говорится, не вырубишь топором. Оно уже есть. И прекрасная Россия в Кремле об этом знает. Да, простые люди их там дурачат, что там Чечня, там какой-то референдум, спектакль под видом референдума. Но мы больше не будем воевать. Мы не только не будем воевать, мы, когда деоккупируем юридическим способом свою страну, привлечем всех преступников к ответственности. Этот процесс тоже идет. Признание нашего государственности тоже идет процесс. Все двигается не так, как бы хотелось бы быстро, но всему свое время. Путин, Россия слабнет, путинская Россия. Путин не рукопожатный. Никогда ему уже не будет он рукопожатным. Эти вещи закончились. Но мы должны, конечно, тоже работать на то, чтобы, когда настанет час X, у нас был председатель правительства, министерства, гражданское общество и другие люди, которые просто проведем выборы на сегодняшний день. Вот в моем понимании, Хусейн, и как бы я с разными людьми, с нашими общался, которые вот видят, в моем понимании нужно будет для того, чтобы не было вот этого кровопролития, которое у нас Россия натворила бед, и может быть 100 человек у нас являются там массовыми убийцами, да, вокруг вот этого верхушки власти оккупационной, марионеточной находятся. Эти люди запятнали многих людей в крови, много втянули в это, но мы не можем всех подряд убивать там. Обиженный человек выйдет и убьет там, и сына убьет, который вырос за эти 20 лет и не принимал участия какого-нибудь преступника, что тоже нельзя сделать. Для этого мы ведем миротворцев,
создадим судебную систему, сперва выберем президента, это не обязательно будет Ахмед Закаев. Кого народ выберет, как сейчас Зеленского выбор, не важно. Ахмед Закаев не получает никаких бюджетов, миллиардов, чтобы сидеть. Введем миротворцев, изберем парламент, президента. Парламент и президент будут иметь практически одинаковую власть, чтобы один человек не мог узурпировать власть. Назначим полностью судебную систему. И потихоньку, это кропотливое, долгое, но у нас есть и план, и полностью видение всего этого, как это произойдет. Проведем выборы, назначим все и потихонечку начнем. Кого надо, кто уехал, там сбежал, тех же российских военных преступников, находить 90 им лет, будет 100 лет, приводить в городе Джохаре, проводить суд над ними. Как это делали когда-то евреи. И, кстати, этот их опыт нам очень важен и полезен. Очень. Да. Вот в Вене есть Визенталь-центр. Очень полезная организация. Этот Визенталь был еврей, который сидел в концлагере. И когда он освободился из концлагеря, он собрал евреев, насколько я эту историю знаю, и вот предложил, чтобы все эти военные преступники были наказаны после войны, да, после Второй мировой войны. И все бизнесмены, все эти люди, которые имели деньги, в этот фонд, конечно, ложили деньги. И он там организовал вот этот поиск всех военных преступников. Этот Визенталь-центр, кстати говоря, до сих пор работает. А сам Визенталь, по-моему, года 3-4 назад только умер. И вот они огромную работу провели, они со всего мира вылавливали нацистов, сажали в тюрьму. Сажали в тюрьму, кого, может быть, не знаю, там убивали, не убивали, не знаю, но законным путем они добились своего, наказали всех, кто наказал их народ. Поэтому это очень хорошее, полезное. Да, это не быстро, конечно. Да. И нам надо с этим Визенталь-центром тоже, вот если есть молодежь, которая там юридически где-то учится, да, на юрфаках, который владеет немецким, английским, я могу посодействовать, например, сходить с ними, туда, познакомиться с этими людьми, и мы можем тоже организовать вот такие какие-то вещи тоже в этом плане. Опыт перенимать, в принципе. Так что да, это очень нужно, нам это необходимо, и кровь проливать не будем. Установим свою власть, отменим там на 3 года, на 5 лет полностью с газ, социальные льготы, потому что нас народ тяжелейший, сейчас его обдирают. Газ, свет, все это будет отменено, государство возьмет на себя бремя это. Я надеюсь, это будет решать, но об этом тоже ведется работа, для этого готовятся разные необходимые вещи, но это поэтапно все должно быть сделано. Так, вот нам тут пенек московский, как обычно, затонатил. Хусейн, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Скажите, правда, что нашли в архивах, хороший вопрос, кстати, что нашли в архивах КГБ в Грозном личные дела Кадыровых? Кадырова, наверное, одного старшего. И если это правда, почему с ними не разобрались сразу, Хусейн? Я вот не хочу сейчас называть имя одного человека, который тоже во времена СССР работал в университете, и потом был префектом уже в наше время, во времена Ичкерии, префектом одного из районов Чеченской Республики. И после окончания Первой войны в присутствии нашего генерального прокурора Сербиева на тот период, он давал показания и признался в том, что он в то время, в советское время, сотрудничал с КГБ. Но во время войны он, естественно, был патриотом и за нас, и воевал, и все такое. Искупил вину, да. Здесь тоже вопрос, если ты в советское время кем-то когда-то там был, это не обозначает, что ты продолжаешь быть им и сегодня. Поэтому здесь, если нет совершенного преступления уже в наше время, при нашем государстве, то здесь мы не можем говорить на каждого, вот ты преступник или так далее. Но получается, их было много, я так понимаю, немало их конечно, было. Да. И раз их было немало, кадров не хватало, и когда эти люди клялись в верности новой стране, новому народу, то надеялись, что Советский Союз больше, вот сейчас, сейчас КГБ не восстановится, эти люди будут служить на благо, и плюс у наших специальных органов получался какой-то рычаг воздействия на них, и решили задействовать
своем. Но получилось так, что Россия, КГБ все-таки восстановила свои силы в России и задействовала свою агентуру. Ну, сегодня мы тоже можем, например, вот советское время, да, кто то время помнит, может убедительно сказать, что ни одного религиозного деятеля на тот период, ни как мусульман, так и христиан, не было в Советском Союзе, чтобы они не работали на КГБ. Да. Это была контора, которая кормила, растила этих людей и лелеяла, потому что они очень нужны были для того, чтобы держать народ в повиновении. Сегодня мы видим, вот сегодня дома, если кто смотрит Чеченскую республику сегодняшнюю, и смотрят этих религиозных деятелей, ну вот они все сидят там же, на кого они сегодня работают, да, там сегодня это ФСБ называется, вчера называлось КГБ. То есть они несут службу, не Всевышнему несут службу, а у них свой Бог там есть, на Лубянке сидит где-то там. И поэтому это всегда было, оно, пока мы не будем свободны и не будем иметь свое государство, и наши религиозные деятели не будут под влиянием иностранных каких-то спецслужб, то, конечно, будет такая ситуация всегда. Ну, понятно. Так, я опять перелистаю. Кто хочет задать вопрос, чтобы я видел, просто мы отвечаем долго, развернуто на каждый вопрос, пытаемся, чтобы подробно объяснить. Поэтому, если хотите, то через суперчат, чтобы вопрос был виден. Так, Джордж Харрисон, Хусейн, Аслан, как вы думаете, этот переход к свободе, я понимаю, что это тяжелый вопрос, как бы мы сделали так, чтобы тэпы не считали себя выше других тэпов, и чтобы глаголил закон? Тэпы у нас не считали никогда Да, какие-то не считали. выше? Нет, здесь просто не надо ничего придумывать. Да, велосипед нам изобретать не надо. Вот есть Европа, есть, например, Югославия, экс-Югославия, которую распустили, да, аккуратно взяли после войны. Да, преступников, 90-х годов ее распустили, да, преступников отвезли в Гаагу, и мы знаем вот этого военного периода, там Косово, там Монтенегро и так далее, государства, но образованные. У них тоже был точно такой же конфликт, там убийство, все было. Да. Туда ввели миротворческие силы, назначили нарушение, администрацию, внешнюю администрацию. Да, внешнее управление. Управление, да, которое помогало тому управлению, которое там находится внутри. Избрать власть, да, избрать, ввели миротворцев, да. Финансировали эти проекты, все это делали, потихоньку власть передали народу. Вот, я думаю, что нас тоже в случае чего не оставят, никто не оставит в покое, и не дадут создать там какой-то анклав, где мы можем друг друга перебить. Да, это не позволит мировое сообщество, во-первых. Да, и мы сами не дадим. И мы сами не дадим, мы будем в тесной связке работать с международными организациями, естественно, да, и я думаю, что этот вопрос не будет столь болезненным. Да, мула. Так, чуть-чуть подсветим. Так, мусульманин Мумин. Ассаламу алейкум, Асан. Правда, что с развалом СССР в архивах КГБ нашли список стукачей, и Дудаев не стал разглашать этих имен? Спасибо. Ну, мы только что ответили на этот вопрос. Ва алейкум салам. Ну да, эти архивы были, я думаю, есть, часть наверное. читал, но они есть, одна часть в Москве, естественно, и вторая часть где-то у кого-то по домам, возможно, есть, да. Читал, там были разные, там не только стукачей, там много было чего. Например, я просто коротко, вот один сюжет из село, ну неважно какое, я забыл сейчас, это резко хотел сказать, Шалинский район, одно село. Приехали 2 человека туда на свадьбу, ну на какую-то вечеринку. И там рассказали, ну веселые ребята пришли, кому-то это не понравилось, и кто-то настучал на них. Тройка в то время, суд был, нет, не расстреляли, им дали по 15 лет за антисоветские анекдоты и так далее. Потом они написали Верховный Совет апелляцию. Верховный Совет отменил 15 лет и приговорил к расстрелу. Расстрел приведен к исполнению, вот такие. А там написаны все фамилии, кто там их стучал. Кто настучал. Поэтому этих людей потом используют. Они берут КГБ, иди сюда, видишь, вот твой папа настучал на этого, значит, у тебя кровная месть с этими людьми. Если ты хочешь, мы можем им отдать документы.
или будешь работать на нас. Вот Да. такие методы, и это И все что- легко делалось. И чтобы вот не получилось братоубийство, Да. например, отец уже умер, который настучал на человека, но есть его сын. И если бы эти архивы рассекретить, то получается родственники убитого, расстрелянного сына, отца придут к тому, Конечно. который отец настучал, и скажут, ну все. И получалось, ну это надо было, становление государства, Да. надо было избежать вот этого кровопролития. Хотя иллюстрацию, наверное, надо было все-таки как-то проводить. Как-то Был не- закон принят о иллюстрации, закон парламент Мы не принял, успели, и по мы идее. просто не успели. Это ну, то, что вот там, если на власть что-то наговаривают, там, на Масхадова, там, Да, как да. слабый Масхадов, смотрите, в 97 году прошли выборы, осенью 97 года. Осенью 99 года началась Вторая война, Вторая русско-чеченская война. Там 2 года, какие-то 2 года. Вот за 2 года я пытался у себя дома построить забор. Да. Вот я всегда это людям говорю, вот власть, когда ничего не сделали, Масхадов ничего не делал. Я один свой забор, там какие-то 20 метров, сам рыл траншею, не мог за это время себе забор сделать. Ну, как можно государство построить за 2 года? Плюс еще, На руинах, когда полностью. еще у тебя идет это гибридная, как она сейчас Да. называется, агентура работает, Конечно. народ не очень образован после войны, ну, если до войны было и после, да. Но несомненно одно, что уже к 99 году, до военный период, да, вот 99 года, жизнь налаживалась, тут никто не может это отрицать. Жизнь налаживалась, и в 94 году налаживалась, до Первой войны, причем очень хорошо налаживалась, и в 99 году. Нам просто не дали время. Они видели, что она налаживается, эта российская власть, и всячески пытались, чтобы все там развалить, чтобы вера у людей пропала. Да. И информационно сбросы были, что Да. все плохо, всех похищают. Ну, как то же самое сейчас в Украине происходит. Украинцев, мы помним, как начиналась война, украинцев называли фашисто-бандеровцами. Эти фашисты-бандеровцы проголосовали за евреев и отдали 73%. Вот что стоит российская пропаганда. Да. Зная, что не скрывает человек, что он еврей, Да. 73% украинцев или 5% проголосовали за еврея. Это фашисто-бандеровцы. Вот они какие фашисто-бандеровцы. Все, что надо знать о российской пропаганде. Конечно. Так, Руслан Белый задает вопрос. Неужели вы думаете, что с развалом России Кадыров отпустит власть, зная, что его род уничтожат и его окружение также? Он может провозгласить независимость его правлением. Ну, я вам одну вещь скажу, да, только вы как бы не обижайтесь. Умную вещь скажу. Мы видели тоже, вот, кто помнит, в 96 году были вот эти чеченские ОМОНовцы, которые работали. Я там знал командиров их, да, в одно время мы как бы дружили, как бы они нам помогали. Потом, как и в эту войну, кстати говоря, тоже в начале войны ОМОН нам помогал. Я с их командирами имел контакты, они переправляли. С российским ОМОНом? Нет, Чеченский. чеченский, который сформировался. Российский в начале. ОМОН, чеченский, этнический Ну, это в чеченцы. начале, это где-то 2000-2001 год, когда они еще не были совсем обрусевшими, да, они помогали, они перевозили радиостанции, там, оружие нам помогали перевозить, ну, наши чеченцы там были, они говорят, мы вам помогаем. Потом это, как мы видим, во что это превратилось сегодня. И тот период тоже, в 96 году, точно такая же картина была. Заместитель начальника милиции Ленинского района и командир ОМОНа со мной поехали в Каспийск, да, оттуда на своей машине, взяли командировку на свою машину, и мы оттуда привезли делегацию целую, английскую, там, французскую делегацию, и привезли к Масхадову. Эти люди со мной были. Они видели, где Масхадов, в каком доме, все такое. А в каком году? Это 96-й год. Да. Конец первой да, русско-чеченской. еще, там где-то, да, еще до окончания войны, где-то весной, ранней весной. И вот, и потом уже эти люди, потом, когда мы заходили в Грозный, они уже наделали дел там, возле, был, помнишь, митинг перед президентским дворцом. Эти людей спровоцировали, они разогнали митинг, чеченцы стреляли по чеченцам, там, митингующим. По-моему, там несколько даже убили человека. То есть они уже запачкались кровью, их запачкали, в принципе. И они с русскими все соскочили, вперед русских даже убежали.
Поэтому здесь никаких иллюзий питать, то, что... Умирать за Кадырова не Да будут, никто да? не будет. Его, как это правило, как правило, да, в таких случаях, как он ведет с этими людьми, же мы видим же, как, Унижает, как грубо, оскорбляет. да. И при первом удобном случае они его сами просто сдадут, там, не знаю, что с ним делать. Нету. Никто не будет умирать за Кадырова. Кадыровцы, так называемые, все этнические чеченцы, прекрасно видят, к чему мы пришли. И я думаю, когда будет Там маятник качнется. вопрос еще финансирования, да, как Да. зарплату не дал, ну зачем тебе? Да. Кто воюет, тем более за деньги на работу ходит. Да, как только маятник качнется в другую сторону, в России произойдут изменения, международные институты начнут усиленно, сильнее оказывать давление, люди поймут, что умирать за вот этого преступника и за 50 тысяч рублей, которые платят, нет смысла. И сами или сдадут, или еще что-нибудь И, сделать. кстати говоря, вот этот замначальника Ленинского РОВД, который в первую войну работал на русских, в эту войну уже погиб в наших рядах. Он уже конкретно, очень хороший парень был. Так, Пенек Московский задонатил. Саадор Хусейн, скажите, Дудаев ездил в Саудию, и почему не помогли они нам? Как вы думаете, кто нам помогал, кроме азербайджанцев? Скажите, наши там лечились ребята. Ну, помогал, что такое помогал? Если, например, как на государственном уровне, то нам никто не помогал, ни одна страна. Там к Дудаеву, конечно, Дудаев пытался что-то наладить, но когда арабы там, и другие государства сказали, что мы хотим вам помочь тайно, он сказал, нам тайно не надо помогать, нам ваши ни деньги не нужны, ваши тайные какие-то подачки нам не нужны, потому что ничего хорошему не приведут. Тайное, если вы помогаете, открыто, смело говорите, вот мы помогаем, остановите войну, или там мы дадим оружие, или что-то такое. Ну, ближайшие наши соседи, конечно, азербайджанцы, ну, турки тоже, естественно, народ Турции, не правительство Турции, а народ Турции очень здорово поддерживал, там проводили огромные демонстрации, но это все равно, это не та помощь. Влияние на Россию народ Турции не может оказать, только правительство Турции. И, ну, и Азербайджан, естественно, тоже не как бы... Тогда у меня вопрос, у меня тоже к вам, а США какую оказывала и в первую войну, и какую во вторую? Что они делали? Я помню, был какой-то комитет специальный создан. Да, и был чеченский комитет. Политиков. Но самое главное, да, вот по США, да, вот просто заслуга США в том, что Чеченскую республику Ичкерия они ни разу не назвали ни террористической, ни бандитской, никакой. И до сих пор ее так и не называют. Боевиками не называли, абсолютно не называли. Ополченцы говорили, Да, бойцы. Это и есть поддержка. Нам больше там их кораблей, нам некуда там кораблей гонять, танки, да. Поэтому вот после, я вам скажу, после, например, первой войны, да, после окончания первой войны, после того, как Масхадов поехал в Америку, Соединенные Штаты Америки выделили для нас 300 тысяч тонн зерна, это двухгодичный запас продовольственного зерна, который нам... Бесплатно. Бесплатно, да. Я сейчас не помню, там 50 или 30 тысяч тонн мяса, там консервов, в общем, очень много продуктов питания, которые, рис, там сахар, все такое. Это Америка нам выделила, это однозначно после посещения Масхадова Америки. Причем, что там еще был такой факт, что Конгресс Соединенных Штатов организовали лобби из 26 или 27 депутатов. Вот этого Конгресса. Да, у меня есть этот список. Да, вот они приняли решение, что до Нового года, там процедуры какие-то были, что Чеченская республика, ну, чеченцы должны были войти в бюджет Соединенных Штатов, ну, как бы они должны были принять бюджет Соединенных Штатов, как народ, над которым был совершен геноцид. То есть они хотели нас финансировать, там, помогать нам, все такое. Это Америка. И то же самое можно еще дополнительно сказать по поводу радио Маршал, которое на чеченском языке вещает, радио Свобода, да, которое вещает на чеченском языке. У них там есть отдел журналистов чеченский, на чеченском языке, которые освещают. Конечно, на мой взгляд, они это делают недостаточно хорошо. Ну, да, это уже журналисты. От журналистов, потому что журналисты люди свободные, они сами должны делать. Но при всем при этом, кроме американцев, никто не финансирует и не дает нам возможность, хотя мы некоторые платим вот черной неблагодарностью. Да. Конечно,
натовских морских котиков они нам не прислали. У них есть свои национальные интересы, но доносить информацию они нам до сих пор помогают. Да, Хотя все уже забыли, что есть Ичкерия, все кроме ну, нас. кто, если, например, может посмотреть на Ютубе, есть презентация книги Ильяса Ахмадова, Да, нашего да, министра я видел. иностранных дел, где бывший госсекретарь Бзежинский, он там, ну, ныне покойный, он Презентует книгу. презентует эту книгу и очень такие красивые там слова говорит. Да, Можете да. послушать, это отношение Америки к чеченскому народу, кстати. Вот. Как раз. Понятно. Дальше. Все, ребят, я опять перематываю, потому что много пропустил. Так. Жорж Майер, Кадыров, убийца чеченского народа. Трудно не согласиться. Но надо еще говорить, да, там некоторые бросаются на Кадырова. Кадыров это инструмент. Да. Если его вам кто-то ударил молотком по ноге, вы с этим молотком ругаться не будете, вы будете с хозяином ругаться. И как Дудаев называл предателя, это клопообразные. С клопообразными, с насекомыми ругаться это не очень хорошо. Поэтому мы должны... Вообще надо, нам тоже самим надо научиться не акцентировать внимание на этих людях. Мы слишком часто и слишком много, и во все нужные и ненужные моменты упоминаем эту оккупационную власть, а за оккупационной властью стоит настоящая власть, настоящие преступники, да, военные преступники, которые совершили геноцид в отношении нашего народа. Когда мы говорим о оккупационной власти местной, да, то мы забываем о том, что сделали другие. Вот. Да, получается гражданская война. Гражданская, да. Мы, в принципе, вот сегодня такая ситуация здесь в Европе сложилась. Приезжают люди, сдаются здесь, да, и каждый говорит, вот там у меня с Кадыровым проблема, кадыровцы меня мучают там, и так далее. У этих людей здесь уже создалось такое впечатление, что там все вот это, вот, что в России происходит, происходит только в Чеченской республике. И они тогда говорят, адвокаты, ну эти, кто дает азы, они говорят, ну почему ты тогда в Воронеж не идешь жить, там же, там, Волгоградская область, Ленинградская, Россия же большая, езжай туда, там же нету Кадырова. То есть это ситуация войны, Чеченская республика, Ичкерия и Российская Федерация. Россия, да, это военный конфликт, он уже забыт напрочь здесь, и мы помогли сами забыть его. Мы не проводим никаких здесь мероприятий, ну мало мероприятий. Я имею в виду, мы, когда это все общие имеются, это должно быть во всех городах, мы должны рассказывать. Координировано, главное, конечно, еще было да, хорошо скоординировано. Привлекать местное население к этому, их информировать о прошедшем, проводить какие-то выставки, фотографии, например, сделать фотографии, да, войны, где жертвы войны, разрушения городов. И их тоже показывать, это же несложно и недорого. И тоже можно где-то в бицирках выставлять, где-то в районных центрах, где-то выставлять в помещениях, в университете, например, каком-нибудь договориться, да, там на пару дней поставить. Да, и ладно, не буду, потом поговорим, а то есть просто деятели разные, которые позиционируют себя как бы врагами Кадырова. Я вообще просто не понимаю, когда ты объясняешь им, что это ты вредишь. Нет, ты что, ты адвокат Кадырова, мне сказали как. Пенек Московский, у тебя в гостях 2 украинских блогера. Так, интервату вижу одного, да, сразу Пенек Московский. Интервату вижу, а кто еще у нас? Пенек Московский в гостях. Так, Хусейн не украинский. Хотя за Украину. Да, хотя за Украину. У меня очень много друзей украинцев на Фейсбуке, очень много, и уже в личной жизни тоже появились много хороших друзей. Да, украинцы молодцы на самом деле. Так, ассалам алейкум, Аслан Анди Тагаев. Аслан Хусейн, дал эту больше, вай. Амин, амин, ва алейкум салам. Ой, Масера. Амин, амин. Так. Так, интервата, Пенек Московский, я по совместительству модератор, и вот Дедусик ТВ Це Сила. Дедусик ТВ здесь, да? Мы все знаем Дедусик ТВ. Интервату не все знают, но
тоже знаю, всем, всем привет. Просто интервата синим тут выделяется, а дедусика не видно. Поэтому я не увидел, что вот о ком он говорил, что два блогера украинских. Так. Кстати, подписывайтесь на канал Интервата, подписывайтесь на Дедусик ТВ. Интервата наш дорогой друг, наш тоже украинский блогер. Дедусик ТВ ветеран боевых действий в русско-украинской, российско-украинской войне, тоже блогер, тоже молодец. Подписывайтесь на их каналы. И модераторы, если можно, скиньте сюда ссылку на канал Дедусик ТВ и Интервата, чтобы наши подписчики тоже могли подписаться, которые всегда за нас, за нашу, за независимую Ичкерию. Так, Пенек Московский, я уже увидел Пенек Московский, да, Саадоль, Дедусик ТВ, второй, дай ему модера, брат, очень хороший человек. Я знаю Дедусик ТВ. Я бы дал мод, если ему нужно. Сейчас я, правда, не могу этого сделать. Но Дедусик, если напишет под этим видео комментарий и скажет, дай мне модера, я, конечно, дам. Просто у Дедусика, витаю, Дедусик, много-много просто времени занимает эта работа, поэтому я не думаю, что он сможет особо модератить. Так, Алан Бакер, вопрос. Считаете ли вы идею тейпов устаревшей? Я сам в войнах, но я считаю, что институт тейпа лишь еще больше нас разделяет. Пример, люди Кадырова на всех должностях. Но это не тейп у Кадырова, у него там семейка своя личная. А так, Хусейн, тейпы должны остаться? Ну, тейп это и так, и так. Тейп это объединение какой-то массы людей в один народ. Вот турецкая, например, все смотрят фильм сейчас, модный фильм «Возрождение» или «Возвращение Эртугрула», что-то такое. И там видно весь фильм, как создавался турецкий народ. Да? Из этих кочевых разных племен они соединялись, получился турецкий народ. Они и сегодня есть эти кочевые племена, и турки все знают, какого они тейпа, у них такая же система, как и у нас. Только они это не выпячивают. Они говорят, мы турки. Мы должны говорить, мы чеченцы. Вот здесь живут в Европе, да. Я никогда, например, никому не говорю, какого я тейпа, да. Ну, если там спросят, могу сказать, но... А так, в принципе... И какого ты тейпа? Я Ширди тейпа, Ширди Уса. Я знаю, просто для зрителей. И поэтому здесь тейпы, здесь в Европе мы все находимся, панмахка, как бы за границей. Мы здесь в очень плохом состоянии. У нас здесь нету никаких тейпов братьев, никаких тейпов сестер, ни даже близких родственников, да, у многих нету, и мы здесь, в принципе, какая-то семья отдельная, каждая семья, мы здесь должны быть единой семьей, единым чеченским народом. Вот нам надо говорить, мы чеченский народ, научиться это говорить, и каждый день это говорить, что мы единый чеченский народ, и тогда этот тейп у вас немножко уйдет вниз. И выпирать тут, конечно, по тейпу, вот я тоже недавно, у меня брат там рисует и так далее. И ему дали какой-то, тейповый, кто-то дал ему в дерево тейповый сделать. Я смотрю там, боже мой, сколько этих людей. У каждого, знаешь, дедушка, прадедушка, тейпа на обои варит, да. Кто сколько знает, модно сейчас, вот в последнее время модно. У меня там 5 дедушек, я знаю, там 10 знаю, 17, 15. Но никто не говорит о качестве этих людей. Меня всегда это смущает, да. Кто твой дедушка был? Был ли он герой, был ли он там нормальный человек, был ли он подонок, да? Об этом никто не говорит, но вот количество. Разве же в этом дело, сколько количества? Качество нужно. Конечно. Поэтому здесь сегодня, да, я еще раз, в тот раз тоже говорил, еще раз хочу сказать, сегодня, ребята, героическое время, сегодня каждый из вас просто сказал правду, да, вот сесть, открыть лицо, сказал правду, можете стать героем. Завтра этой возможности ни у кого не будет, потому что в мирное время, когда нету никакого этого, страха, опасности, героизм проявить очень сложно. А сегодня надо просто переосилить себя, да, ничего не произойдет, с нами ничего не произошло. Вот я по себе помню, если верующий человек, да, например, мы говорим, дели душарик, да, любим это говорить, по крайней мере. Не вкладывая в смысл никакого, просто говорим.
Вот примерно, я не хвастаюсь, говорю, 2 раза, например, я был в плену, да, 2 раза. 1 раз еще, 3-й раз в Росмартане, но там всего день мне повезло, что 1 день пробыл. Выкупили. Не, там меня просто так, Гаджиев, этот генерал, не пришел, Не меня узнал, да? отпустили, русские отпустили просто, офицеры. Но он не пришел вовремя, я там на машине, меня задержали, номер был записан, все. Ну, просто счастливый, очень счастливый случай был. А так 2 раза. 1 раз в Лефортово, я уже это рассказывал много раз. И 1 раз на Ханкале, уже в Эйтовен, 1 раз. Там в Лефортово первую войну был в плену, во 2-й раз на Ханкалу попал. То есть был в президентском дворце, там, в обеих войнах, при Гантемирово, там, в Гихах на войне, везде, да. Это я к чему говорю? Вот просто судьба, если не суждено утонуть, как говорится, кирпич на голову не упадет. Да, да. Поэтому бояться, да, что там вот сейчас там в окно кто-то залезет или там убьют, прибьют на улице, понимаете? Это самовнушение. Нельзя этому поддаваться, самовнушению. Все, что с нами произойдет, может только хорошее произойти. Надо в это верить, что ничего плохого не произойдет, оно и не произойдет. Если ты себя накликиваешь, конечно, Да. может произойти. Совершенно верно. Бояться Майр нечего. долг есть, одним словом. Вы турпал там до такой. Я до куиршу, а да, цалиш, лева, хазмадацис. Да, хинс куишу аларам, киях цагит, Валерьевич. Ну да, что. Так, Пенек Московский задонатил. Как подох дагестанский генерал? Ну, Речь, это наверное, о Гаджиев, Гаджиеве, да, да. это Гаджиев, ну, это и очень известная история. Вот я сейчас скажу имя этой девушки из Урус-Мартана, она девушка, я же вспомнил, вчера буквально рассказывал, Газуева, да. Она, ее мужа, в общем, арестовали, и этот Гаджиев убил ее, там потом его убил, разрезал ему живот, и И головой макал ее. эту жену его макал головой в этот разрезанный живот. И потом она уже, естественно, увидев такое, там не Айза могла Газуева. пережить, она не могла пережить это дело и взяла взрывчатку, пояс, обвязала пояс, и когда он выходил из комендатуры, дождалась, когда он выйдет и будет как бы более близко к ней, и к ней подошла, как бы раз его обняла и взорвала. Да. Это очень мужественный и показательный поступок чеченской девушки, которая, в принципе, это не первая, она была еще И после нее, и до нее. после, и до нее, еще раньше в Кавказскую войну тоже мы знаем много случаев, когда русских солдат там то с моста сбрасывали девушки чеченские, когда их видели клиенты. Много этих случаев было много. И нам все вот этих героев предлагают забыть. Да. Нам предлагают каких-то недообразованных, недоделанных каких-то людей сделать героями и поклоняться им. Я категорически этим не согласен. Это просто даже смешно это даже обсуждать. Как это можно? Вот этих людей, они столько сделали. У нас фундамент не просто железобетонный, у нас алмазный фундамент. Взяли такими геройскими поступками, и нам это уже все имеется. Никто у нас нашу государственность, знаете, я еще привожу такой пример, когда я говорю про нашу государственность. Это как наша автомобильная страховка. Ты, например, платишь страховку годовую, да, вот это каска, и ездишь на машине, и тебя стукнулись. Тебе просто надо прийти в страховую компанию и получить свою страховку. Но охранники там на входе серьезные, там не очень выгодно. И ты, имея все права получить эту страховку, ты не идешь ее, потому что ты побаиваешься. Да, как там говорит один украинский блогер, подбаиваешься. Если ты подбаиваешься, то, конечно, ты не получишь свою страховку. Но она у тебя есть. И с нами или без нас, или наши следующие будут это делать. Но оно все равно восстановится. Нам просто надо взять то, что у нас есть, и все. И причем очень важно тоже понимать, да, важно, если мы этот конфликт сами, вот имея возможность сегодня решить этот конфликт, и мы и вчера имели эту такую возможность, да, которую мы тоже не использовали в нужном плане, потому что
ну, факторы разные. Но сегодня, опять-таки, это в наших руках, еще у нашего поколения в руках, мы можем это сделать. Если мы опять вот в силу вот таких там страхов, разных таких причин оставим, мы просто передаем эту эстафетную палочку Проблему. своим детям. Мгм. И все. Мы растим фактически бройлерных цыплят, чтобы их завтра русские опять замочили. Да. Вот об этом надо думать. Сегодня ты боишься, значит твой ребенок завтра погибнет. Лучше ты себя отдай в жертву, да, но сохрани свое потомство. Ради них же мы живем, в принципе. Конечно. Конечно. Это вся проблема перейдет. Им все равно ее решать. Конечно, да. Так, Путин, Путлер террорист и оккупант. Нохчу, видео шьях шариат дюч. О, лилу мегар и. Видео шьяга, это он кому-то говорит. Мгм. Так. Вопрос. Алан Бакер. Алан Бакер задает очень грамотно. Вот он большими буквами пишет вопрос. Да, И потом задает его, чтобы было видно, короче. И всегда он попадает, когда я уже вижу. Возможно ли создать СМИ в Европе, которые бы освещали успехи и жизнь нашего народа, чтобы люди под куполом видели, с субтитрами, чтобы сами европейцы видели нас в другом свете? Барков за ответы. ну, абсолютно, просто вот абсолютно это самое легкое, Легкое. что можно сделать, да, на сегодняшний день, имея вот эти всякие Интернеты, возможности, ютубы. ютубы. Сегодня газету выпустить, да, ну нет никакого смысла выпускать газету, потому что газеты мало кто читает сегодня, да, там публично, может, эти, как это там, бульварные газеты, и то Да. в поезде, когда едешь, смотришь. Остальное, все, что видео мы можем делать, всякие информационные вещи мы можем делать. Только кто это будет делать, вот вопрос. За этим стоит. Нам нужны люди, которые могут монтировать, да, какой-то снимать фильм, какой-то ролик. Если даже мы его вам передадим, чтобы его смонтировали, озвучивали, перевели, там титры написали. То есть вот это вот и сами вы можете это делать. Мы можем помочь вам, рассказать, как это делать на местах, как организовать на местах какие-то вечера, найти студентов, взять интервью студентов на немецком, например, в Германии, да, пойти там в университет. Чеченские студенты есть, пойти, ты что тут делаешь, на чем учишься, там снять ролик, закинуть его. Да. И все, это не проблема. Да. Просто мы сами должны желать сделать это, и все. Все в нашем желании. Да, мне уже в последнее время много уже, ну, достаточно, скажем так, людей уже пишут, предлагают, давайте я это сделаю, там, в разные мне, не буду сейчас называть, куда пишут, ну, разные места пишут. У меня есть в Фейсбуке, в Инстаграме, e-mail есть, куда можно насылать. Я учусь там-то, я владею языками, я владею такими навыками. И люди мне пишут, говорят, что мне сделать. Вот, например, переводы моих видео, мне люди тоже делают, сами делают перевод, сами размещают титры на английском языке, на немецком языке, на французском мне переводят. Как бы потихоньку гражданское общество формируется. Если ты сам не знаешь, что ты можешь сделать, например, какую лепту ты можешь внести, ты скажешь, ты напиши мне, скажи, я могу это. Мы вас куда-нибудь распределим, давайте делать это. Потихонечку мы придем к тому, что это будет приносить пользу к этому. Тут еще я хотел бы к этому добавить, что вот вопрос очень правильно задали этот вопрос, потому что сегодня, если мы открываем Википедию, да, самую посещаемую как бы, да, на сегодняшний день, то мы там ничего о Ичкерии не найдем. Все там Кадыров Ахмед, Хаджи и так далее. То все там убрали из Википедии, убирают видео, ролики из Ютуба. Я знаю, например, вот у нас есть сайт, австрийские диаспоры Австрии. Как называется? Ичкерия.at, www.ичкерия.at. Вот на этом сайте я разместил, например, ролик о Жохаре Дудаеве. Потом разместил ролик ФСБ взрывает Россию. Роскомнадзор, представьте, сайт зарегистрирован на WordPress, на немецком сервере. Роскомнадзор пишет жалобу на WordPress, что на этом-то сайте размещен вот такой-то ролик, и мы требуем его удалить оттуда. То есть 2-3 дня был заблокирован сайт WordPress, да? Мне пришлось с ними много раз переписываться для того, чтобы они потом открыли. То есть они уже здесь, вот они здесь уже на нас наложили лапу. Они контролируют каждый шаг.
Поэтому мы должны, чем больше нас будет, тем меньше у него будет возможность это И контролировать. тем больше аудитории донесем нашу Да, и позицию. потом дети, вот надо не забывать о нашем подрастающем поколении. В школах, везде в школах, вы знаете, делают рефераты, да, школа, там о родине расскажи, о том, о всем. То есть о родине рассказать нечего. На немецком языке очень мало материала о нашей родине. Тоже мы должны переводить эти материалы на немецкий язык, французский, английский и выставлять на сайтах, на видео, на YouTube, везде, чтобы они были доступны для молодежи, которая здесь учится, которая владеет, ну, только, например, здесь в Германии, немецким языком. Они не умеют уже на русском языке читать, фактически никто не умеет, на чеченском тоже не умеет. Они умеют читать, думают уже только по-немецки. Поэтому для этой молодежи, для этой категории молодежи мы должны давать информацию на немецком языке. Да, совершенно верно. Поэтому должны все подключаться, кто владеет языками, кто может текст написать, кто может перевести текст, кто может распространить, кто может там проспонсировать. Какую-то не обязательно там сотни тысяч долларов нам надо, кто-нибудь, все по чуть-чуть. И мы так будем двигаться. А то, что мы работу будем продолжать, то, что эта работа будет до победного конца, в этом можете не сомневаться. Никто это бросать не будет. Мы будем доводить дело до логического конца. Потребуется 100 лет для этого, будем 100 лет этим заниматься. Пенек Московский опять задонатил, дался Адоль. Войнахи, украинцы, братья по духу, Василь говорит. Обратился к Василию. Это есть один украинский блогер, наш хороший друг. Так, Путлер, террорист и оккупант. Аслан, скажи тем, кто говорит, что шариат, пускай откроют канал YouTube и рассказывают про шариат. Ну, пускай откроют. Да, мне самому было бы интересно. Не вот эта болтовня, которая там, ты за шариат или не шариат, это как тебя разделяют, ты мусульманин или не мусульманин. Расскажите, как это выглядит, в какую страну вы хотели бы. Вот кто есть, мы как мусульмане, которые искренне верующие мусульмане, которые хотели бы знать, что вы имеете в виду под шариат. Расскажите, всем будет интересно узнать, какое государство. Да, религия, конечно, она есть, она будет неприкосновенна в нашем государстве. Религия, это вот ты. Да, это лично, да, твоя вера в Бога, да. Да, И никуда ее ты не укинешь, ни от кого. да, ну если вы как-то хотите, расскажите, как это, будет очень интересно. А так просто говорить, конечно, очень интересно просто так говорить. Так, Алан Бакер опять. Вопрос. Построение государства, какого мы будем брать пример? Независимо от того, шариат, демократия, нет ничего плохого в том, чтобы брать пример с другого государства. Конечно, тем более, когда у нас нет специалистов, которые могут, как Карл Маркс, написать новый капитал и построить новое светлое государство. Ну, в этом мире очень много развитых государств, естественно, с передовыми технологиями. Да, любая страна, любую возьми, что Турция, что, например, Австрия, Германия, там небольшая разница, там есть конституция, здесь есть конституция, есть законы, регулируются, все там. В этом никакой проблемы нет. Проблема в нас самих. Хотим мы государство иметь или не хотим? Хотим мы жить как нормальные люди, развиваться, там, науки и так далее, развивать? Или хотим жить где-то первобытным, где-то там обществе. Вот в этом проблема вся. Да, и самое главное, те вот страны, которые мусульманские страны, и здесь не мусульман, да, демократические просто страны, у них коррупция, да, не берем остальное, как все работает, что судебная система хорошая, плохая, там другой, третий. Просто коррупции практически нет. Эти люди делают на совесть, и не обязательно ты должен там быть большой бородой, бить себя в грудь, что я сам мусульман, и брать взятки. Со мной учатся сирийцы, я им спрашиваю, у вас там коррупция есть? Говорит, конечно, говорит, у нас вообще, адвокат, кстати, со мной там один учится, он говорит, конечно, коррупция это за милую душу. Так. Так, вот тут Black Wolf, черный волк. Аслан, я не согласен с тобой, почему ты разделяешь религию и политику? Я тоже с тобой не согласен. Расскажи, чем конкретно ты не согласен. Интересно будет послушать другую сторону. А не так просто, вот ты сказал, ты не согласен. Ну и что дальше? Какое государство ты видишь? Как ты видишь там
социальное обеспечение, как ты видишь медицину, как ты видишь поднятие нашей страны. Вот у нас вообще полностью страна оккупирована на минутку. Да, если мы жили бы там в Америке, да, государство наше Соединенные Штаты, и мы тогда бы с тобой сели бы, подумали бы, что вот там надо религию вводить или не вводить, там, имея какие-то ресурсы. Ничего не имея ни малейшего представления, в том числе это как построить это государство. Как ты это видишь? Это понятие, когда нету строительства государства, Да, конечно, да. надо религию туда мешать. Вот примерно, взять примеры, да, вот, транспорт. Ну как можно по религии управлять транспортом? Примерно я говорю. Если мы говорим там, многие, я тоже многие на эту тему со многими разговаривал, например, надо создать Министерство транспорта, да? Написать для этого какие-то законы, какие-то правила движения, полетов и так далее, и так далее. Там много. Это можно взять у немцев, остальное у талибов. Нет. Возьмем талибов. Ну что? Так, Кавказский волк. Аслан, я сейчас помнил про брата, который грозит депортацией Украины властям Российской Федерации. Да, хорошо, что ты его вспомнил. Его, кстати, выпустили, если ты говоришь про вчерашний. Я об этом в начале еще сказал. Так, Алан Бакер. Аслан, вот пример. В России новая газета. В США AG+, очень профессиональные ролики делают. Короткие, информативные. Действительно хочется смотреть их. Алан, просто я буду полностью тебя поддерживать, если ты начнешь эти ролики делать. С удовольствием буду на себя выкладывать твои ролики и рекламировать тебя. Начинай. Я буду всячески тебе помогать, чем смогу. Так, ну к чему отбить, говорит Рустам Межидов. Рустам Межидов, твой Бога или комментарий, я за человек Бога. Здесь разные люди собрались. Хорошо, что там напомнил. Да, познавчимо бійців, шмадаці, інформація, нахик, да качество, що ви, але що ви лілоштик, да довзитлу, що ви ночі мот біч, і веню, а гейбі, гедаці, так. Да. Ви чого дійсли ночі мата, очень вахи, но ви дні не держать, що інформація, да кайкувати, що ви. Да, ну, Хитниці, нахаві, да. Юсуф Ялхой, вопрос. Расскажите об Дадаркаеве Ильясе, который умер в Турции. Распространяется информация, что он был вторым комбатом в Украине батальона Дудаева. Этот брос о его конфликте с Адамом после гибели Исы. Я ничего не знаю. Я тоже, честно говоря, Ничего не могу сказать. не помню его. Дадаркаев. Чеченцу нет роднее ингуша, ингушу нет роднее чеченца. Будет ли восстановлена чеченская земля Ауха? Безусловно, но это имеется в виду дагестанская территория. то, что- Это я вам просто хочу сказать, что после 96 года, после освобождения нашей республики от российских войск, было соглашение с дагестанскими властями о передаче Алховского района Чеченской республики. Этот процесс уже шел, там отселяли людей, все это было. Потом в связи Началась с новой война. войной, да, приостановили, так что там ничего с дагестанцами, никаких у нас проблем нету. И когда мы освободимся, мы эти проблемы со всеми решим мирным путем, нам ни с кем воевать с соседями не надо, мы никогда в своей истории не воевали ни с какими соседями, мы друг друга прекрасно понимаем, все прекрасно знают, где чья земля, поэтому тут конфликт, если не будут Россия вмешиваться, то однозначно мы решим это мирным путем. Алан Бакер, Асан, я готов финансировать, но языками совершенственно не владею. Алан Бакер, есть у меня в описании PayPal. Присылай свое финансирование, будем развивать и канал развивать. И у нас много-много проектов на самом деле. Сейчас пока у нас проект один запущен, карта боев, карта военных преступлений. Над этим мы работаем. Также нужны люди, которые будут помощники, которые будут перерабатывать информацию и ее уже в готовом виде поставлять там. Место боя, время боя, погибшие, участники и так далее. Фамилии наших бойцов, которые, например, там принимали участие, и нельзя их обозначить пока, назвать их имена, фамилии, мы их, конечно, не будем называть, но что уже есть открытых источников, это можно мне присылать на электронный адрес. Только не в этом,
каком-нибудь прикрепленном файле, потому что прикрепленные файлы я не открываю на всякий случай. Так, просто как письмо присылаете и все. Нохчу Ичкирис, почему не могу свободно писать? Не знаю, Нохчу Ичкирис, почему. Ну, написал же. Да-да-да. Пенек московский, на карту боев, как обычно. Вот как если пенек московский себе дал Садоль, пенек московский, если бы делали бы, мы бы уже давно собрали. Еще есть, еще более масштабный один проект, есть очень интересный проект, пока мы его не будем озвучивать, но мы готовимся к нему, все мы будем по нему тоже делать. И еще есть проекты, менее масштабные другие, будем все развивать по ходу. Мыслей много, люди потихоньку собираются, финансирование собирается. Давайте все принимать Нужны участие. люди и деньги. Да, все Деньги и люди. Вот Да. две вещи. Так и так. принимайте участие. Принимайте все участие. Вообще надо было бы, например, как мы в Австрии, да, там сделали для культурного центра, если, например, не эти донатами, а те люди, которые хотели бы положить деньги какие-то, да, определенное количество, сумму, ну, в месяц, например, 5, 10 евро, 20 евро, у кого какие возможности есть, перечислять на счет, который там, может быть, открыт или есть у вас, я не знаю. На этот счет, но это стабильно, чтобы Dauer Auftrag по-немецки. Это, кто немецкий язык знает, Dauer Auftrag, это Контракт. контракт, идешь в банк и говоришь, вот с такого каждый месяц с моего счета забирайте 5, 10, 20, там сколько кто может, и перечисляйте. Это для чего делается? Чтобы человек стабильно знал, какую он располагает сумму в месяц и как может потом и распоряжаться. Потому что если сегодня в этом месяце там, тебе дадут 10 евро, а в следующем 100 евро, а потом ничего не дадут, то ты ничего не сделаешь. Да, на полпути остановится. А в таком случае, вот мы это проверили, да, в Вене, в Австрии это функционирует очень здорово. Человек, который положил деньги, он, в принципе, забывает, что он туда как бы положил эти деньги, ну, в смысле, это не обременительно для него, потому что банк автоматически там 10-20 евро снимает, и никакой, не больно, абсолютно. А наличными брать, опять ходить за людьми тоже не будешь, а так этот метод тоже, я смотрю, слабенький слишком. Да, ну, с другой стороны, вот сейчас правозащитная деятельность, да, моя основная деятельность, которой я хотел бы заниматься, которой хочет. Мне много людей пишут, помоги мне это, помоги мне то. Не владея языком, я не могу ни нанять ни адвоката, элементарно доехать до человека, прийти с ним в какой-нибудь орган, там взять хотя бы знакомого переводчика, приехать, там, например, там надо в другой город уехать, да, надо доехать, там, купить билеты, заправить машину, приехать, там, побыть, там, если надо где-то остановиться, как-то что-то делать, и не бывает возможности. Если бы, конечно, этот же PayPal есть, кто мог бы, я бы дальше помогал бы людям. Ну, я говорю, я могу просто по телефону провести какую-то консультацию, и на этом все заканчивается. Для этого надо сделать. Счет есть, все есть. Ну, проявите желание, будем все делать, и все. И будут потихоньку, когда уже есть деньги, можно нанимать человека, там как поощрять даже того же волонтера, даже наших же ребят, которые занимаются. Его надо от учебы оторвать, его надо где-то с работы оторвать. Ему, если ты какую-нибудь денежку заплатишь, он скажет, ну, отлично, уже мотивировать как-то людей, чтобы работали. Мы-то можем бесплатно делать, нам лично ничего не надо. Но нам надо, чтобы наша тема развивалась, чтобы мы делали результат, чтобы вот эта пропаганда, она просто, нас уже не слышно вообще, не видно. Ни в суде мы приходим, ни здесь, мы даже не можем элементарно доказать истину. Потому что нам уже никто не верит, потому что нас не слышно. За нами нету никого. Да. Вообще о нас не слышно. Вы хэш, да, она. Да, цендел, за нами, ну как, кто тебя будет слушать? Да, никто не слушает и не верит. Ну, может, какой-нибудь там сумасшедший адвокат тут ходит, что-то рассказывает. Да ладно, Оля. Не, вот пока вот похороны Юсуп Хаджи Тимирханова, когда были, вот после этого у меня аргумент появился. Я это знаю, обстановку в Чечне, я это уверенно говорю. Ну, тот немец, тот другой человек, он на меня смотрит и думает,
Что за человек? У них все хорошо, Да. у них все цветет, пахнет. Он все рассказывает какие-то ужасы. И когда вот этот Юсуп Тимирханов умер и убили его, и люди вышли, я говорю, ну посмотри, 200 тысяч пришло против Буданова, выступили. Мы категорически против оккупации. Вот тогда уже люди задумаются. И мы должны исходить из того, что не все верят нам на слово. Да. Мы должны делом это показывать. Так. Тем более, когда война была, те люди, которые видели хотя бы по телевизору войну, они уже пенсионеры австрийские, имеются немецкие, служащие. Они ушли на пенсию, и сейчас новое поколение у власти. Они не видели никакую чеченскую войну, ни Да. русско-чеченскую, ни по телевизору. Новые ни по- чиновники, да. Сейчас уже войны в Сирии, Украина, это все перебило. Наша война стала уже забытой. И только мы можем ее напомнить. И никто не знает ни про геноцид, который творился. Абсолютно, да. И мы должны это все доносить. Ставим лайки, Бог. Так. Далее. Речь о том, как противодействовать против мощной пропаганды Российской Федерации против чеченцев и всех кавказцев. Говорит, нохча антиприкол. Да, совершенно верно. Ну, вся вот эта вот пропагандистская машина, которая запущена против нас, даже против тех, кто живет здесь в Европе, да, мы это ощущаем на своей шкуре, что постоянно, куда бы ты ни пошел, это российская пропаганда, все равно доходит до каждого, до школы, до университета, до служащих, до этой власти. Это просто ужасно. Мы против этого ничего абсолютно у нас есть что противопоставить, но мы не делаем ничего. Это преступление опять. Мы сами по отношению к себе преступление совершаем, и тем более к своим детям, да, которые здесь вроде бы живут, все такое, но в школе где-то там их всегда пытаются принизить, потому что мы не защищаем их. Да, совершенно верно. Так, Эдуард Мамедов, салам всем. В России всех людей зомбируют, и молодежь правду не знает. Вопрос, что вы знаете, что происходит в Грузии? Позволяет Конституция быть президентом на 1/2 евреям, как в Украине? Это вопрос, Эдуард Мамедов, наша Конституция. Наша Конституция, если о нашей Конституции, речь про национальность вообще не идет. Нет. Он должен быть гражданином просто нашей страны, гражданином Ичкерии. И все. И даже он не обязательно, он должен родиться. Я недавно читал нашу Конституцию. Там не указано, что человек должен рождаться, как в Америке, должен родиться. Нет, ничего подобного нет. Этот человек должен быть гражданином Чеченской Республики Ичкерия и может баллотироваться. Ну, в нашем парламенте, кстати говоря, в первом парламенте были русские депутаты, вот уже в нашем парламенте и кумыки были, и нагайцы были, все представители нашей представлены, страны. да, нашей страны были, Да. как граждане страны, были представлены, все народности, все были представлены в нашем парламенте. Так, Муса, Аслан, ассаламу алейкум. Тот режим, который сейчас в Чечне, он же не уйдет просто так. Как этого избежать? Ну, мы об этом сейчас обсуждали, говорили. А куда они денутся? Коротко, если сказать. Да. Куда они денутся? Так, вопрос. Юсуф Ялхов, вопрос. На сайте Чечен Пресс есть список людей, удостоенных госнаград Ичкерии. Скажите, полон ли этот список и есть ли альтернативный источник этой информации помимо этого сайта? Ну, я, честно говоря, не могу на этот Я вопрос тоже. ответить. Я думаю, что он не полный, естественно, не полный, потому что, я вот на Фейсбуке смотрел, там тоже люди собирают материалы о том, что есть у нас герои, там, награды и так далее. Это не полный список, он и полным и быть не мог, потому что в тот период им как бы не было еще интернета, как мы помним, после Первой войны Да. не было интернета, еще никаких записей не было, только на бумаге все фиксировалось. Все эти архивы, насколько я знаю, часть сгорела, часть там пропала. И, конечно, сейчас надо все восстанавливать, нам все надо с нуля. Так, Джахар Дудаев, модуль появился. Ассаламу алейкум, приветствую всех. Ва алейкум салам. Так, Далса Адольда наш говорит, как найти.
Так. Лунный свет. Для меня это честь слушать своими ушами такого человека, как Хусейн. Слишком курвалов. Любят некоторые похвалить, но на самом деле это большая для нас честь и удача, что к нам Хусейн сегодня пришел и будет еще отвечать. Он обещал, будем телемосты делать, устраивать. Просто я одну хочу сказать, что долг, я бы сказал, каждого человека, кто какую-либо владеет информацией или принимал участие вот в судьбе нашего народа, я думаю, что мы не должны сидеть, да, мы ветераны, или, я не знаю, уже на это может быть ветераны, можно сказать, да, мы не должны сидеть молча и не передавать информацию, мы должны рассказывать молодежи. Вот я в прошлый раз рассказывал, и могу повторить, что молодежь наша от 17 и дальше, там, до 20 абсолютно ничего не знает про эту войну и не знает абсолютно ничего про депортацию 1944 года. Просто ради интереса спросите у своих детей или соседей, или просто на улице остановите молодых людей, чеченцев или девушек, ну, проведите опрос. Кстати говоря, можно было бы тоже на видео снимать, да, вот взять микрофон в руки какому-нибудь молодым ребятам или девчатам и пройтись по городу, ну, где живут чеченцы, и спросить, вот что ты знаешь о войне? Какая причина возникновения первой войны? Или там, что ты знаешь о депортации 1944 года? Да, и узнать, насколько мы подкованы, насколько мы готовы к тому, чтобы вот эту информацию, полученную, да, использовать против нашего врага. Это тоже один из проектов можно сделать. Да, кстати, это хорошая идея. Так, интервата, вопрос. Аслан, скажите всем чеченцам, что не умерла Украина, пережили Яника и Зе переживем. Несомненно. Сказал, да. Вообще, у вас я уверен, как мы вас уверены, как в себе. Так. Ислам Байхаджиев. Я хотел бы узнать, кто будет обращать внимание на молодежь, которая портится сигаретами и наркотиками? Родители. Ну, родителей тоже нет, потому что перед родителями они не курят, мы знаем это дело. Просто надо что делать? Вот, надо открыть, например, вот в каком-то городе вы живете, открыть какой-то клуб, да, культурный центр, поставить бильярд, там, организовать кофе, чай, телевизор, и завлекать эту молодежь туда, проводить какие-то вечера, рассказывать о Джахаре Дудае, о Масаде, какие-то интересные вещи, просмотр какого-то фильма, например, новый фильм появился, вместе все посмотрели, стрима, да, и потом обсуждать это дело. Вот тогда курить бросят, будут любить родину и так далее. А так, конечно, молодежь живет, я вот просто параллельно, да, если образно говоря, вот две улицы, да, параллельные. Вот наша молодежь живет на одной улице и ходит там. А мы, другое поколение, ходим и живем по другой улице. Там ни одного нету перекрестка, да, где бы мы пересеклись и хотя бы поздоровались, да, чтобы они могли далеко, салам алам али, да, это бацы. Поэтому мы обязаны создавать такие помещения, какие-то культурные центры, но для этого нужно самоорганизовываться. Вот в этом плане у нас огромная проблема у чеченцев, что мы, к сожалению, не можем организоваться. Да, и это нам упрекают, за это нас вот тут везде оценку нам ставят очень заниженную, потому что нету самоорганизации. Мы не представляем нигде, не представляем свой народ в каких-то организациях, там, не то чтобы международных, а даже вот здесь в городских. Вот ты, если попробуешь, например, самоорганизоваться, как-то что-то начать, одни начинают говорить, он ради своей выгоды это делает, другие говорят, что он засланный там агенты КГБ. Это есть, но это везде есть, я понимаю, но надо через это переступать. Конечно. Если, например, вот по отношению ко мне, да, я, например, на эти вещи абсолютно не реагирую. Если мне будут говорить, там, что я там предатель, там, такое-сякое, там, оскорбление, они на меня не липнут же, да, я поэтому не реагирую, я уже привык к этому делу. И вот советую другим тоже резко, как бы болезненно не воспринимать этого такого, это не критика, оскорбление,
Все, что ты не примешь к себе, да, пойдет обратно к нему, кто тебе прислал Ну, привет. Поэтому немножко мудрее надо к этим вопросам подходить, и у нас все получится. да, мула. Да. Серло Аслан, Европе, Ичкерик, Энти Вовшах, Кет документальный репортаж, Кечич Дикхердер. Знаешь, как тут говорят, Серло Аслан? Предлагаешь, действуй. Это несложно, на телефон снимать можно. Ну, опять, если согласятся, показывать себя, да? Да, кстати, Надо набрать группу такую, которая будет согласиться. Ичкерик, NT, чтобы были согласны себя показать. Ну, в принципе, здесь вот мы ежегодно проводим конференции, где Закаева организовывает, премьер-министр наш, и мы можем там, Ичкерия и Кенти, могут с удовольствием встретиться там, знакомиться друг с другом, помогать друг другу. Это, я думаю, очень хорошая площадка, где мы можем встречаться. А так, я не знаю, как организовать можно. Ну, тот же через телефон можно, ну, через Ну, интернет. это можно, да, так можно, так скинуть. Так, Нама фамилия, мне 19 лет, я из города Бременхафен, я за Ичкерию с 2014 года, как и мои родители, альхамдулилlah. Мы граждане молодцы. Ичкерии, я все знаю про нашу историю и горжусь этим. Молодец, Молодец. доноси правду, пиши на e-mail. В таком возрасте, с Да. такими знаниями, с таким патриотизмом очень мало людей. Да, кстати, Это очень похвально, хорошо. Поэтому давай вместе работать, просвещать, доносить ту историю, которую ты знаешь. Мы то, что знаем, будем доносить. Будет все отлично. Да, Алмула. Но, Ичкерия, Хусейн, будут ли награждены наши шахиды двух войн? Будут ли признаны их подвиги и подвиги оставшихся живых, прошедших с достоинством и отвагой наших Темлой? Конечно, конечно же будут. Вот еще, кстати говоря, есть идея, да, написания книги, белой книги, да, как там есть такая белая книга, в которой вносятся все герои. Она, в принципе, работа по ней была еще там после Первой войны начата, и потом в связи с войной это все дело ушло. Мы можем, я знаю, в интернете есть, на Фейсбуке много людей, которые занимаются темой опознавания, что ли, людей, там, героев и так далее, списки составляют. То есть мы можем это издать как книгой, чтобы были фотографии, описание этих людей, чьи они там, и так далее. Это очень нужно для того, чтобы сегодня, если ты спросишь, да, есть ли у нас герои, да, их в принципе как бы и нету. Хотя каждый второй чеченец является самым настоящим героем. Да, Но мы не сумели, как бы, ну не то чтобы не сумели, но не хватило сил, ну как бы это кстати, дело. это тоже идея вот создать Да. сайт, куда Да. вносить все это. Опять же, нужны люди, нужны финансы. Давайте создавать. да. Все в наших руках. Все, что мы сделаем, сохранится. Да. Сейчас, благодаря... Есть правительство у нас, и если будут какие-то доказательства, ну я не знаю, какие-то обращения, да, по такому Да. какому-то подтверждению, то и награды это не такая Да, большая кстати, проблема. будем представлять награды, Конечно, да, да. мы будем передавать, доказывая свидетельства там какие-нибудь. И благодаря этому, кто не получил заслуженно, Да, но да. не получил, Тем да, более. кому это будет. Так, Дедусик ТВ, нам всю жизнь москали втирали, что все чеченцы плохие люди. Москали. Ну, нам москали. Нам тоже втирали, но мы не верили, что украинцы плохие. Я, например, никогда не верил. Да. У меня, я рассказывал, моя мама была в Казахстане в депортации, она заболела брюшным тифом, там, ну, была девочка, там, 16 лет ей было. Ее выходили украинцы, именно украинцы, она попала к ним, она отстала от поезда, там, в общем, у нее трагедия такая была. И вот украинская семья взяла ее и выходила, она эти все частушки, там, язык знала очень здорово. Значит, потом мой отец женился на ней, и, короче, такая вот судьба была. Так, Микаэл Мализаев, Ичкерия жива, иншаллах. Микаэл, Маш Вовель, конечно, жива. Так что Да, Алмула. Так, Андрей Тагаев.
от Тумсо у врагов судороги пошли. Теперь вы нагнали предсмертную агонию. Я не знаю, какие у него... Я боюсь даже что-то говорить, у него опять истерика начнется, как в прошлый раз. Ну, здесь я просто хотел бы пару слов, конечно, сказать и о деятельности Тумсо сегодня. Просто надо это говорить, я не знаю. Я понимаю, что многие люди просто как бы излишне влюблены в этого человека, там, не знаю, боготворят его и так далее. Здесь просто надо вещи одну понимать. Когда мы говорим о нашей проблеме, о нашей государственности, во-первых, должны говорить люди, да, знающие эту проблему, да, люди, которые именно варились в этой каше, да, в этой государственности. Они так, когда человек раз прилетел, поговорил и опять улетел. Так тоже неправильно. Потому что здесь есть очень много нюансов. Примерно сегодня разговор идет о том, что Чеченская республика была шариатским государством. Чеченская, там, Масхадов шариат установил, Дудаев установил. Эти вещи очень на сегодняшний день опасны для нашего дела, да, и для того, чтобы... Для государственности. Да, симпатия пропадает к нашему движению, к нашему... Причем не соответствует действительности. Как, расскажите, было у нас чеченское государство шариатским? Ну, у нас не было никакого шариатского государства. В нашей конституции написано, что религии, то это в 96 году только было принято, что да, основной религией является ислам, и все. Остальные религии, другие религии, да, там, и христианство, и любая другая религия имеет право быть на этой земле, так же, как и жить другие народы. Поэтому ни о каком шариатском государстве там речи быть не может просто, да. Там были какие-то отсутствия судебной системы во время войны, когда не было тюрем, у нас не было возможности наказывать военных преступников, но там много этих факторов, когда отсутствовала судебная система. Во время войны мы вынуждены были создать какие-то военно-полевые суды, так, шариатские, да, так называемые шариатские, но они судом не являлись, но это была просто попытка, ну, как бы стабилизировать ситуацию, контролировать, да. И это не называлось шариатскими судами. Было, да, потому что другого суда не было, и надо было каким-то образом выкрутиться. Ну, среди чеченцев, мусульман, мы знаем, на бытовом уровне этот шариатские суды, но как на бытовом уровне, я имею в виду, они всегда были в советские времена тоже. Вот такая система и продолжалась. А таких глобальных вещей никто не делал, там не было. Поэтому сегодня говорить, что пугать мировое сообщество, особенно после халифата сирийского, говорить такие вещи, это контрпродуктивно для нас. Я приблизительно знаю, что я как-то дал совет ему, мне задали вопрос, почему ты ему не поможешь. Я этому человеку помогал. У меня был ранее канал, я его раскручивал, потом давал советы, общался и сказал, я готов всегда помочь этому человеку. Он очень неадекватно отреагировал на это, на просто совет. Я ему сказал, что говоря так, то ты не получишь. Он про конвенции мне начал рассказывать и говорит, что там какие-то международные известные правозащитники никогда не скажут ему, как чеченец чеченцу, хотя он эту национальность всегда он как бы сводит на нет, но в этот момент он вспомнил, что я тоже чеченец и что я должен был сказать держись там и так далее. Причем я ему говорил держись, я это имел в виду, а его эти последователи, да, они даже не стали смотреть, что я сказал, уже говорили, как ты мог? Я спрашивал, что я сказал? Они не могли мне сказать, что я сказал, потому что они меня не смотрели, только с его слов. Поэтому я думаю, он тебя сейчас тоже может, если опять закатит истерику, может возразить на твое спокойное вот эти доводы. Если он хочет, приходит, встречается, мы от и до разложим юридическую сторону вопроса, и так далее. И я ему говорил об этом, еще раз хочу сказать, говорить о клопообразных, это сводить наше дело, это вредить нашему. Конечно, обиды есть на Кадырове, у всех есть. И я могу хайпануть на Кадырове, там сказать, Кадыров, и русским понравится.
Но дело ведь не в Кадырове. Сегодня Кадырову направляются эти финансы, политическая, военная поддержка. Обрезали, направили там на Демирханова, направили там на третью. И все. И сейчас этого деятеля, блогера этого, представляют противник Кадырова. Да. Противник ни Путина, ни России. Значит, он Навального поддерживает, который против ислама. Мы, мусульмане, которых он выводит из ислама только потому, что он так захотел, мы мусульмане, а вот Навальный, оказывается, если не Путин, он говорит, что Навальный. Шевченко тоже. Вот я Хороший мусульманин. Поэтому без истерик, Тумсо, если ты это увидишь, услышишь, мне ты можешь истерить уважение к Хусейну, к его заслугам, которых у тебя и у меня нет. Ты без истерик ответь, или если не отвечай, просто давай встретимся, вот так и сделаем расклад спокойно, как оппозиционеры, не как враги, а как по-разному. Здесь я вообще хотел бы, например, вот, привести пример Дагестан, да? Вот в Дагестане вчера был Абдулатипов. Ну, все там, Абдулатипов, такой, секой, Дагестан. Да, потом раз, пластинку поменяли. Васильев. Откуда взялся, непонятно. Сегодня Васильев надо говорить, да, Васильев такой. То же самое здесь. Сегодня Кадыров, до Кадырова были другие люди. После Кадырова тоже будут другие люди. Каждый следующий, мы будем его называть по имени, и на него... Как бы, да нам пришлют русского скоро. Не Демирханов это будет, а обязательно, русский будет. разговора нет. Кадыров совершил много-много преступлений, завтра Кадырова уберут и скажут, ну смотрите, даже вот эти люди, которые там за шариат, они были против. И наступит счастье для этих людей. Мы не за это, мы за полную деоккупацию. Так что вот такие вот дела. Эдуард Мамедов, что вы думаете о Михаиле Саакашвили? Да, что сейчас происходит в Грузии, как я слышал, там столкновение в Панкисском ущелье. Ну, Михаил Саакашвили в свое время провел огромные успешные реформы, которые в постсоветском пространстве нигде такого даже не было аналога. Успешно поработал, и причем работал, и, кстати, это нам тоже полезно знать. Саакашвили собрал студентов, которые закончили вузы в Америке, в европейских странах, из них создал правительство, и выбрали там в парламент тоже пошли люди, знающие толк, 2-3 языка, и они, ну, не имеющие вот этих коррупционных разных родственных связей дома, да, вот этого. И они совершили огромный рывок. Это заслуга Саакашвили. Сегодня то, что это в Грузии, надо сказать, что это заслуга Саакашвили. Какое бы у нас личное отношение к нему не было. Но то, что происходит в Грузии, мы сегодня об этом тоже говорили, там вроде бы пытаются построить ГРЭС, и люди против, люди или не понимают, или им не объяснили, что там происходит, да, как это будет, этот механизм строительства. Видимо, ну как, не знаю, как, может быть, в России это делают, попробовали с бухты-барахты взять технику, нагнать и начать строительство без предварительной как бы беседы с населением. И, видимо, там, возможно, там даже какие-то провокации были, мы пока точно ничего не знаем, но факт, что были столкновения полиции с местными жителями. Да, были. Слава богу, никто никого не убили. Ну, травмированный это заживет, но главное, если человек убитый, уже его не вернешь. Я думаю, что грузинская власть мудрая, и народ Панкиси тоже мудрый, найдут общий язык. Да, не доведут. Да, будем надеяться, будем надеяться. Так, здесь, короче, Тумсо тема затронулась в комментариях. Вместо того, чтобы вот писать это, лучше разобраться. Мы же не враги, правильно? Мы не враги вроде бы. Хотя Навальный ближе, конечно, но все равно надо исходить, что мы являемся гражданами Ичкерии, и мы за мусульман, а не Навальный. Передавайте привет своему другу Навальному.
Так. Асlan срочно волей Тумсу, тут наступление Ну, я просто хотел бы напомнить еще одного тут гражданина, да, деятеля. деятеля Алихаджиева, Ахмеда Алихаджиева, который там, ни по значимости, ни как бы по остроте, что ли, не менее острые сюжеты. И только про Кадырова. И только про Да, Кадырова. про Путина не говорили. Да, и потом, и куда он делся? Тоже вопрос, да. Последнее его видео было, как он уезжал куда-то в аэропорт, Венский аэропорт, не доезжая в машине, он попрощался со своими слушателями и сказал, что 2-3 года едет куда-то отдыхать. Поэтому здесь во всем нужна стабильность. Здесь люди, например, которые от истоков образования чеченского государства, которые там, шаг за шагом, днем и ночью, да, и через войны проходили и делали все, что возможно для того, чтобы освободить наш народ. Или, например, я вообще, честно говоря, с опаской отношусь к людям, которые внезапно становятся патриотами. Всегда это говорю, это не сегодня я говорю, всегда говорю, я очень осторожно к этим людям отношусь. Как бы их там фамилии не были, для меня не имеет значения. И оказываюсь прав в конце. Да, ну, Пример Алихаджиева. да, ну, а вот сейчас тут одна тема. Только сейчас про этого деятеля говорят. Ну, смотрите, мы не говорим ничего плохого про Тумсо. Мы говорим о том, что надо... Риторику менять. Да, надо... Мы же одно дело делаем, правильно? И вот есть люди, которые вот всю свою сознательную жизнь, 25-30, с момента становления государства, пока Тумсо там 2-3 года было, когда он там мелкий был, эти люди уже строили государство. И человек, который не имеет никакого высшего образования, никаких способностей, просто элементарно, ни исламских наук, он не специалист, никаких, просто этот человек элементарно должен задуматься над простыми вещами. Почему надо ругаться с Кадыровым, а не с Путиным? Да. Вы же, ладно, он не понимает, вы же нормальные люди, вы же понимаете, что не Кадыров оккупировал Чечню, не Кадыров убил 300 тысяч человек. Мы ни в коем случае не оправдываем Кадырова, мы ни в коем случае не оправдываем этих всех преступников. Мы говорим, что Кадыровы это российские чиновники, Да. и виновата Россия. И Кадыров виноват наравне с Россией, не отдельно Кадыров, чтобы вы не говорили там. И тот, кто не говорит, Навальный тоже, вот друг Тумсо, который Путин, Кадыров, Тумсо говорит, если не Путин, то Навальный. Если это для вас нормально, да, этот человек мечети не хочет, укутанных в платки не хочет, говорит, вот так вот палец кто поднимает, он не хочет. А мы говорим, можно, все, это наш ислам. Хиджаб хочет, женщина должна одевать хиджаб. Религия разрешена, просто она не должна лезть туда, куда ей не стоит лезть. И все. Этот человек вообще запрещает. И так вот, если этот человек дружит с Навальным, вы находите какое-то этому объяснение. Если этот человек, дружит, не знаю, пиарится, там, делает себе на этом баллы. Если этот человек не ругает Путина, у вас я не утверждаю, что он агент чей-то. Никто это не утверждает. Я просто... Время покажет. Да. Я хочу, чтобы вы донесите. Пускай он ведет свою деятельность эту. Просто не надо нашу вот эту Ичкерию сводить до Кадырова. Вы вот это просто поймите. Или пусть же именно Кадыровым занимается, но оставит в покое Ичкерию тогда, да. Вот идет русско-чеченская война. Она не закончилась до полной деоккупации и подписания договора о мире, но она не закончится. Тогда, представляясь ичкерийцем, человек говорит только с Кадыровым. Это сведение до клопообразных этого уровня. А русские сидят и смотрят, в Кремле сидят и смотрят на это. Вот это донесите до этого человека. Все, что требуется. Если он хочет юридическую сторону, шариатскую сторону, вот есть свидетели, все участники. Мы можем полностью все предоставить. Не надо спекулировать там, что шариат был. Если был бы шариат, Аслан Масхадов сказал бы, теперь я не президент, Да. а эмир.
Конечно. Больше никаких выборов. Да, выборная система не должна быть в шариате. Должно быть вот и мир, и он пожизненно. Это все, это мы можем доказать просто. Давайте не делать из нас врагов, а Навального другом. Мы не враги. Мы, вот эти люди, всю свою жизнь на поле боя, в политических дискуссиях, в других дебатах добились того, чего, например, не сделал Тумсо и я. И мы давайте будем прислушиваться к этим людям, а не делать, что я умный, потому что у меня там чуть-чуть там есть подписчики. Хаджим ойлейвай, почал кулшмадуевай, мы делаем государство. Мы не просто так, я тут хочу. И все. Вот что, никто не оскорбляет, не обвиняет никого ни в чем. Просто донесите до человека, пускай он 10 раз будем рады, если он будет говорить ни одного Кадырова. Когда говорит Кадыров, пускай всегда повторяет Путин. Хотя Кадырова надо 10 раз реже повторять, чем Путин. Ну хотя бы, пускай всегда говорит Путин. Навальный тоже не говорит про Путина. Он про всех говорит. Иногда там, чтобы не сказали, говорит, Путин там, это все там туда. Ну, говорит, Путину мы дадим гарантии, в случае чего, отставки, мы ему дадим гарантии. А когда это вся система путинская, во всем виноват Путин. Путин приказал взорвать в 99 году дома. Путин обвинил нас в этом. Путин убил наших президентов, наших женщин, детей. Да. Мы не можем, это опасно. За это убивают. За Кадырова не убивают. За Кадырова там только в Чечне убивают. За Путина здесь убивают. Вообще мы, если говорить, например, о религии и Чеченской республике, да, то я думаю, что из-за религии не началась война, из-за того, что нам молиться не давали. Да. Война началась из-за того, что мы хотели отделиться и создать свое национальное государство. Вот это основа, почему российская армия пошла против нас войной. Остальное, то сегодня, если, например, кто хочет религии, да, или больше религии, то сегодня больше, чем в Чечне, нигде ее нету. Потому что столько мечетей, сколько настроено в Чечне, ни в каком государстве нету на душу населения. Да. Чуть ли не на каждого, если мы этого хотим. Если мы хотим независимое государство, равноправное государство в мировом сообществе, то нам надо идти немножко другим путем. Надо идти правовым путем, нам надо сотрудничать с этими международными разными институтами, не нарушать международные правовые нормы, и будет нормально. Да, если мы хотим построить государство. Конечно, да. Если мы хотим к чему-то прийти. Тут кто-то мне сейчас написал, что я топлю за Америку. Нет, мы не топим за Америку. Я лично, там, Хусейн об этом не говорю, я лично за Америку не топлю. Я не за Германию не топлю. Я топлю за Чечню, за чеченцев, за Чечению я топлю. Мне вот это придумать. И если я хочу самой большой страной в мире, самой сильной страной в мире заключить, которую боится Путин, которого боится произнести имя Тумсо, и этот Путин боится Америку. Если я хочу с этой Америкой заключить договор, и хочу, чтобы эта Америка нам гарантировала какие-то безопасности, чтобы наша страна 50 лет не воевала, и мы вырастили поколение инженеров, врачей, юристов, исламских наук, разных людей, нам дала свободу, дала возможность, то что в этом плохого? Путин не хочет, чтобы мы с Америкой договаривались, Путин не хочет, чтобы мы с другими договаривались, он хочет, чтобы мы с Талибаном договаривались, чтобы мы с исламским государством договаривались, которое в Сирии было. Вот что он хочет. Даже здесь, вот в Европе, да, я не помню, несколько лет назад Путин заявил, что если Европа примет чеченцев, то она очень об этом пожалеет. Он, по-моему, несколько раз повторил. Поэтому, живя здесь в Европе, да, мы тоже не застрахованы. Мы здесь на птичьих правах, поэтому нам надо свои права отстаивать как народу. Поэтому мы просим вас всех там объединиться, да, как народ, и как правительство, и как государство, признать себя как народом, и потом будут признавать и другие тоже. И поэтому очень важно здесь именно вот в политическом плане говорить, что против нашего народа была агрессия, нас убивали. И кто убивал, показывать сторону, кто убивал. Называть имена этих военнопреступников, а не просто там вокруг себя вариться, там, вот мы среди чеченцев.
Да, да. Впереди реальность, там, и гражданскую войну, там, как бы призывать, что мы сами доказываем, что мы сами ведем гражданскую войну. Говоря о том, что Кадыров враг чеченского народа, он таким, конечно, является, но он является, будучи российским чиновником. Да, это же не Чечня внутри победил Кадыров, нету российских войск. На его месте может завтра русский быть. Да, И Иванова тоже- пришлют. То же самое будет, разницы нету. Вот кто-то тогда, когда Закаев встречался в Осло с Дуквахой Абдурахманом, Абдурахманом. вот я многим уже говорил, что это Абдурахман, он на тот момент был российским чиновником, председателем От российской парламента, власти официально. официальной власти. Он представлял Российскую Федерацию, а не себя лично, как чеченца, да? А с ним встречался представитель Чеченской республики Ичкерия, премьер-министр Закаев. То есть, если бы на Абдурахмановом месте был бы Сидоров, да, ну, на той же должности, то что бы тогда говорили? Да. Поэтому здесь надо нам самим понимать, о чем мы говорим. Не циклиться, если он чеченец, чеченец. Вот там может быть Сидоров, Петров, Васильев, там никакой разницы нет. Завтра они будут там, если дело так пойдет дальше. То здесь нельзя на себе клиниться, надо немножко образно мыслить. Старик Катань спрашивает, раз уже затронули эту тему, здесь сел, он, Аслан, ты не берешь во внимание то, что Тумсо руками русских хочет погубить Кадырова. Он рассказывает про их преступления. Но какой, вот только что объясняет человек, какой смысл погубить Кадырова? Одного Кадырова погубить, если, да? И то не погубит он никого. Русских погубит. Да. Те, кто его назначил. Да, да. Кадыров никто, понимаете? Кадыров это человек-инструмент. Молоток сломался, берут другой молоток. Собака укусила тебя, ты не с собакой грызешься, ты с хозяином. Наши президенты, Аслан Масхадов, Шамиль Басаев, другие, даже Кадырова Амада имя не произносили, когда только его назначили, понимаете? А сейчас мы уже свелись до того, что только о нем говорим. Вы просто задумайте, к чему мы пришли. И все рады, да, Кадырова, нам днем и ночью показывают Кадырова, и Кадыров плохой, Кадыров построил это, Кадыров это сделал. И теперь надо как бы Кадыров, не надо вестись на это. И вот. Просто, ой, лишь элементарно. Путин лич на трон, $1 миллион луж ашмадать этого, Путин лич нах бойцер. Китиш, Путин лич бойш, бушуниш бойш. Литвиненко, Винашун, Скрипалеш, Винашун, Березовский, Винашун, Кивек, Угар, Политковский, Шабул и Угар Цеёшпул, на Ишбаян Бушун. Кадыровин, Хумальвин, Вачунуш, Сага. Китишу, Кадыровин, Хум Олила, Вайн Расхшля, чтобы шаш хираться беш, Вайнюка и доухали. Простой мадуи, и он да альчана, су адвокат, Кадырова, уборцу. Ватсо Кадыровый адвокат. Со ногчи ом адвокат. Тут ногчи ом гулкан удуч до одучдей. Вой гражданский война хоть, вой немцуется беш, вой австрийца беш. Нам говорят, Шенюка, асди, не хочешь же Чечни, едь там, в Москву там же. Я в Москве жил. Я вас уверяю, там не лучше, чем Чечня. Получше законом, но для чеченца не настолько лучше. Цундериш, докричаться, да, хасхабардует, Кадыровин, водуаш цахуш. Я цулиле чун цаолш ашмадати, вая куза. Хар Хусейн, Дина, Бюсен, Ацуман, Сагат, лер, Буалбеши, Астя, митинг, шешадик, деш, хуяшел митинг, шешадик, ху Россиин бихал ол. Показывают по телевизору, когда ты говоришь против России, об этом не раскручивают Шевченки, другие, третьи. Надо на личность перейти. Да, чтобы надо сказать на Кадырова или на Даудова, или еще. И вот тогда позвонят там, Шевченки позвонят, скажут, о, ты что-то про Ахмада Хаджи Кадырова говоришь. Как Шевченко говорил, чеченцы, ингуши между собой хотят там устроить возню. Что именно на это они акцентируют внимание. И вместо того, чтобы сказать, нет, мы не на это, мы против России, русские оккупируют. Это ваш человек, это всего лишь инструмент. Он не ица олша, все ведутся, короче говоря. Ну, теперь, я думаю, этот деятель услышит все это, и я надеюсь, он исправится, если он искренен в своих побуждениях. Да, не надо только истерить, я прошу. Так, перемотаем.
Так, Чингос Ардал, Аслан Сюк, телефон, то с эфире дюйцер, дом, шадега. Да, это мы поговорим, таджим собордин. Вайши мухамел дом дадиш. Сутя, духу. Так, инженер-конструктор, почему Тумсо не винит Путина, ведь он во всем виноват. Ну вот, я хотел бы, чтобы он винит. Не надо нам ничего отвечать. Просто вини Путина и все. Кадырова тоже вини, делай свои хайпы, лайки, там это все делай. Просто не забывай про Россию и Путина. Не надо выносить, он как-то говорит, я, конечно, имею там, я сейчас говорю по нарушению прав человека, но политическое, конечно, я за нашу страну купил, но сейчас я говорю, разделить он хочет. Это получается так, что права человека для Тумсо, я еще и тех, кто смотрит, скажу, все операции, которые проводятся кадыровцами по убийству людей, они всегда 2, 3, 4, 5 ФСБшников всегда присутствуют, заполняют убитого, кто их убил, и я вам эти доказательства предоставлю. Это просто, сейчас поверьте на слово. Всегда присутствуют сотрудники ФСБ, российского ФСБ, чеченского ФСБ там нет. Они присутствуют, они все координируют, все прослушивают, собирают информацию и говорят, иди убивай. Вот как это делается, эта работа. Само даже там нету чеченской полиции, да, есть российская полиция. Нету кадыровской армии, это военнослужащие российской армии, да. Все буквально там, все чиновники, депутаты парламента, это все российские чиновники. Если, например, Кабардино-Балкария или там других республиках, они считаются же тоже российскими чиновниками. Конечно. Почему они у нас не должны считаться? В Дагестане считаются тоже везде рядом. Ингушские тоже считаются. Поэтому мудрить тут не надо, одним словом. Не надо. Конечно. Просто вот это, когда доносишь, есть просто поклонники, которые ничего не слышат. Сразу, вот ты, сразу и что? Ой, шунгуму хали, шукуман сбал качли, куман эмшбеш. И yok российский эскер, армия, тевтуатер, цу эскеран, духалуэта, элксан цац шиш бюн автоматчуахан, лехта на бухкуза. И хум дүйч. Таджимал лэрам, кихумма дайца лэрам, таджим хайк алхиливайт. Так, я перемотаю, потому что много. Маш Довель, дух Ичкери привел сюда. Почему международное сообщество приняло геноцид Путина в Чечне? Можем ли мы предотвратить это в будущем? Далбашца Бойлвай, Мансур. Ну, мы же пытаемся, чтобы в дальнейшем не было геноцида над нашим народом. Жахар Дудаев объявил, стал основателем создания чеченского государства. Именно потому, что, чтобы прекратить эти геноцид, когда кому-то захочется нас выслать в Казахстан или там по пьянке бомбардировать, да, мы это можем избежать в том случае, если у нас будет государство, которое будет в союзе международных государств и, ну, как бы, членом мирового сообщества, и все, другого варианта никакого нету. Да, стать субъектом международного права. Да, так сказать, субъектом, да. Да, чтобы мы могли... Именно об этом шла речь, именно об этом Жахар и Аслан Масхадов всегда говорили только об этом. Вот этого мы и добиваемся, обращаясь к Америке, обращаясь к другим, к Европейскому Союзу. И мы так и делали всегда. И благодаря этому у нас есть средства массовой информации, тоже радио «Свобода». Америка для нас не враг. Да, она нас не убивала. У нас есть враг, рядом огромная Россия. У нас есть враг, зачем нам искать еще какого-то врага? Так, Роберт Мут, Аслан, сделай стрим с Осмаевым Адамом, плюс 1000 подписчиков. Сделаю, Далмула, надо будет с ним тоже поговорить, если он захочет, сделаю. Чингос Ардалов, Аслан, мы решим эту проблему, позвони мне, я расскажу всем подписчикам все. Чингос Ардалов, мы с тобой уже это обсуждали, обязательно мы с тобой поговорим, но мы поговорим с тобой чуть позже. Да, по-другому, да.
Это дело с Хусейном тоже сегодня обсуждали. И вчера, позавчера его тоже обсуждали, да. Сихвал мегардац позавчера. Собари халгиз вишадеше. Так, славный Адык. Ассаламу алейкум, аслам. Пару дней назад в чат рулетки ты говорил одному быдлану о деле про взорванный Дава в 99 году, которое засекретила Лубянка. Расскажи, пожалуйста, об этом. Ну, об этом говорил, был тогда в начале, когда были эти взрывы домов, в Рязани, когда задержали двух ФСБшников при попытке взрыва 5-го дома, был... По-моему, есть на Ютубе, есть ФСБ взрывает Россию. Там на НТВ... Иванов, кажется, его адвокат, вот, фамилия, ведущего. Нет, это Николаев. Ой, Николаев. Николаев. Да. А там был адвокат, как его потом назначили по правам детей в России. Адвокат. Он, оказывается, был ФСБшник. Я тогда не знал, потом я узнал. Короче говоря, забыл его фамилию, если кто вспомнит, напишите, пожалуйста, сюда. Так вот, вот этот адвокат, он сказал, что это дело засекречено на 75 лет. Да, сказал, да. Это единственный теракт Басаева, который приписывает, который засекретила Россия на 75 лет. Астахов, совершенно верно. ДРС Рамзан Ильясович. ДРС Рамазан Ильяс, спасибо. Павел Астахов, Ложская Майя. Совершенно верно. Вот он сказал, что засекретили. Так, вот все уже подсказывают Астахов. Значит, многие знают. Да. Мне уже все знают. И наша задача об этом повторять. Об этом говорить, доносить, чтобы знали, чтобы... А то Путин любит прикрываться тем, что он такой весь за русский народ, за русский мир, а по факту он за себя и за свою контору. Так, Кира Якат Аслан Ашбешберге Бог Болбу Шун Сашикуйоч Аллаху Барт Бойльвай Масери. Мы с вами, если были и будем, единственная наша сила. Амин. Дастол еще ждать свой. Да. Сахамду цавежриду да алмуа. Так, свобода или смерть? Оле, Аслам, по-твоему, Берлазар кто такой? По-твоему, Берлазар. Берлазар это который и евреев в России представляет. Я не знаю, я не буду за него ничего говорить. Я могу сказать за православного и за муфтия, который курируется КГБ. Да. За Берлазара я не знаю. Он всегда в тени, может у евреев какая-то привилегированная ситуация в России, и им ФСБ не контролируется. А то, что муфтий мусульман и этот поп, как его, Алексей Гундяев, они это... Погоны такие, носят. Видны погоны. Маждада, я давно от Тумсо отписался, меня интересует Путин, мозг системы. Да, Путин, его вот это мозг системы, Маждада, совершенно верно. И неправильно говорить, пускай его все эти подписчики на меня набрасываются. Просто Тумсо пускай начнет говорить за Путина. Да. Говори Кадыров, но только... Получается, причем у него это хорошо бы получилось. Да. Ну, если... Говорить он умеет красиво, но надо говорить в ту сторону, куда надо говорить. Да. А не в этого брать. А не так, как от него ждут эти путинцы. Так, Алан Бакер, вопрос. Собираетесь ли вы вести деятельность в Инсте и в Твиттере? ФБ устарел, и молодежь в основном сидит в этих двух сетях. Больше аудитории. Одна из причин популярности Тумсо Инстаграм. Алан Бакер, Инстаграме у меня есть, я там веду. По поводу устарел, я не согласен. Твиттер и Фейсбук, Инстаграм и Фейсбук отличаются тем, что в Фейсбуке люди читающие, думающие, а в Инстаграме смотрящие. И у нас чеченская молодежь особенно не любит читать, им картинки, видео подавать, поэтому это есть. И мы давно ведем работу в Фейсбуке, мы на этой адресно ведем работу. Мы ведем с разными, с европейскими, с американскими, с другими
политиками, журналистами, активистами работу, доносим свою позицию, все практически мы. Вот Хусейн ведет огромную работу ведет по этому поводу, мы все там ведем, но из-за того, что вот людям картинка нужна, мы вышли вот в Facebook, в этот YouTube. Поэтому в Инстаграме я тоже, наверное, буду, но пока не хватает времени. Ну, да, мол, буду. Так, Минкайл Мализаев. Аслан Арцу, вот вопрос. Почему Ичкерия, паспорт Ичкерия не сделать, чтобы живут в Европе, желающих очень много? Делайте. Я у себя вот предыдущим стримом оставил Хусейна координаты на Facebook. Туда можете ему писать, и он вам и все полностью от и до сделает. Расскажу, покажу, Да. объясню, нет проблем. Сам лично не сделает. Да. Так. Прима. В общем, все, кто владеет информацией, средствами или по-другому желает помочь, пишите Аслану на наш adam@gmail.com. Аслан напишет вам, как вы сможете помочь. Совершенно верно, Априма. Асланбек Тутаев. Надо сделать распечатку преступлений Путина и опубликовать. Асланбек Тутаев. Очень хорошая идея. Я поддерживаю твою. Давай. Мы с удовольствием ее распространим. Об этом мы как раз об этом же говорим, об этих военных преступлениях, что для изготовления, для, я не знаю, сбора информации, это все нужно, ваша помощь нужна. Да. Финансовая, там такая, реальная какая-то, не знаю, физическая. Человека помощь. часов. Да, просто одними желаниями, хорошими пожеланиями ничего не сделаешь, нужно движение тоже. Да. Вильперин культа, мы аслановцы. Мы все ичкерийцы. Любим мы, короче, быть разные. Дудаев гордо, арцуевцы. Аслан ведет отряд. Весело, весело. Тумсисты сильнее аслановцев. Ну, короче, уже переходим на смех потихонечку. Так. Юсуф Ялхо, сайт Чеченпресс.ком. Ты неправильно написал Чеченпресс. Чуть-чуть неправильно. Так, Лорс Камаев задонатил. Адам Асмаев чистокровный чеченец. Он реально хотел сделать покушение на Путина. Адам Асмаев, не знаю, насколько, что знает, чистокровный. Это уже попахивает чем-то. Но Адам и по маме, и по отцу чеченец. Хотел ли он реально сделать? Путин говорит да, Асмаев говорит нет. Верьте кому хотите. Асмаев, по крайней мере, никогда не соврал. Ну, поэтому я не знаю. Что ты хочешь на Путина сказать? Наверное, на путь про Путина нельзя ничего плохое говорить. Он разве врет? Так, свобода или смерть, говорит, Аслан, Бер Лазаржип, хозяин Путина. Нет, он не хозяин Путина. У хозяина Путина сам сатана. У него не Бер Лазар. Так, Мага Магомедов. Все говорят и думают, что нельзя работать на госслужбах типа уголовного розыска и тому подобное. Если все будет сторониться такого рода деятельности, изменится ли что-нибудь? Не лучше ли пойти туда и постоять что-то изменить? Ну, это сотрудничество с оккупационной властью. Тебе завтра скажут, задержи человека, который говорит, например, меня или Хусейна. Тебе скажут, приехали их родственники, надо допросить. Там, например, я-то только в освобожденную поеду. Допустим, приедет мой какой-нибудь там родственник. Вообще есть такой акт национального неповиновения. Вот когда армия захватывает государство какое-нибудь, если народ не идет в структуры, администрацию, полицию, в армии, там, Да. все, это считается территория непокоренная, ничего там никакая армия не может сделать, потому что она не может установить администрацию. Как только военные или кто-то там свою администрацию туда приведут, а народ ее не принимает, их просто убьют и все. В данном нашем случае, да, наша проблема в том, что мы на перегонки, даже некоторые на перегонки начали занимать должности после оккупации. Мы знаем, например,
В селе, например, я знаю, ты 5 человек, юрта, вы приехали, виноватыга. И все равно, да. Каждый хотел быть следующим просто. В Ермоловке, по-моему, убили 9, если я не ошибаюсь. 9 человек. И каждый хотел быть следующим. Каждый искал Даже так умереть. красиво умереть, да, чтобы от выстрела там и так далее. То есть это ненормально. Поэтому идти в милицию, да, идти куда-то в администрацию работать, это предательство, это все считается предательством. Там учителя, врачи, это другое дело, там водители какие-то, ну, та работа или та профессия, которая, ну, не поддерживает оккупационную власть, это не считается предателем. Везде предательство. В любой стране вся административная вот эта верхушки, там всякие эти дела, которые устанавливают власть, они считаются предателями. Поэтому идти хоть адвокатом туда, хоть милиционером, хоть каким удобно человеком, ну, надо понимать, куда ты идешь. Значит, ты готов предать свой народ и свою родину. А завтра и убивать, и сажать тех, кто есть. А, да. Так. Лорд Камая задонатил. Баркал Аслан, Шамиль Басаев преступник? Нет, Шамиль Басаев не преступник. Шамиль Басаев герой, генерал, по-моему, да, звание? Да, Шамиль Басаев, Оман Си, Честь честь нации. нации, орден. Я просто могу пару слов сказать про Шамиля Басаева. Ну, я его очень давно знал, Шамиля Басаева. Между войнами играл с ним почти ежедневно, еженедельно. Бильярд мы гоняли там в поселке Калинина. То есть я его знаю очень хорошо, я думаю. И просто вот говоря о Шамиле такие вещи, да, надо помнить, я лично был свидетелем в 95 году введено, когда прилетели самолеты российские, и вот его двоюродный брат жил в Ведено, ну, рядом по соседству с ним. У него был дом, более-менее такой большой дом, и когда люди увидели самолеты, все, естественно, побежали в подвал этого дома. И этот самолет нанес бомбовый удар прямо в этот дом, в котором находились и родственники Шамиля Басаева. В итоге погибло 11, по-моему, человек, дети маленькие. 11 человек, да? Женщины, я там сам был, вытаскивал этих людей оттуда, я это помню. И после этого говорить там Шамиль предатель, там, да, или какие-то эти вещи, просто я не понимаю, за какие такие награды, да, после того, как родственника убили, человек должен служить России, да. Просто я этого не понимаю, никто этого не поймет. И любой из вас, любой, кто это говорит, если его, там, например, убили бы маму, да, или родного брата, пошел бы он служить в эту структуру, в армии, которая убила его. То есть, когда говоришь, надо думать. Здесь Шамиль пытался освободить нашу родину. Тут на него там много вот этого пропаганда от России. Ложь, да? Ложь, да. И эта ложь почему-то начала уже восприниматься как правда. Это абсолютно неправда. Шамиль Басаев герой, и Шамиля Басаева ни один суд, ни одна организация какая-то не признала террористом. Это тоже надо говорить. Кроме российского. Кроме, ну, России. Ну, это враг, с которым он воевал, который убивал его. Так что вот. Лорд Камаев, Эль-Баку, псих пришел сюда, его Тумсо заблокировал. Баркал, за донат Лорд Камаев, понятно. Будем иметь в виду. Так, далее. Макс Гартнер. Хайделдиш Эл отстум сок, чтобы не мочил меня Кафырова в своих эфирах. Я только выполняю приказы Путина. Да, Макс Гартнер. Об этом, да, об этом и мы говорим. Да, да. Просим его. Да, многие сейчас понимают. Да, понимаю, надо это понимать. Если это не понимаем, мы сами себе делаем плохо, мы подыгрываем российской этой игре, которая поставила этого наместника, там, да, или как его там, Кадырова, или там Сидоров, Петров, никакой нам разницы нет от фамилии, какая есть. Конечно. Там есть оккупационное правительство, я просто даже лишний раз не хочу его фамилию называть. Там есть оккупационное правительство, какой бы национальности этот оккупант не был, абсолютно не имеет значения. Конечно. И у него есть хозяин в Кремле. Там стоит его армия. Это оружие, деньги, которые они дают на покорение, на Поддержание режима, да, это все это российское.
И поэтому вон, где хозяин, туда надо говорить, надо требовать у этого хозяина, чтобы они убрали эту российскую армию. А между собой мы как-нибудь разберемся сами уже, чеченцы, которые настоящие. Они промосковские, пророссийские, про КГБшные. Так, Минкел Мализеев, Аслан Арцуев, Шайтанов, Эдам, Варахун и Хуязинер. Хуязинер, что? Минкел Мализеев, что он написал, я не понял. Так, СМТ ТИС, Аслан, ты наш генерал информационной армии. Ну, растешь. Да, быстро присвоил. Причем, ты вроде полковник всего, а мне уже генерал. Ну ты реально полковник, а я диванных войск. Ты зачем? Ты тоже реально, уже конкретно взял на себя эту тяжесть и несешь ее достойно. Вот я просто нарадоваться не могу, честно тебе сказать. Потому что мы давно ожидали молодых людей, которые возьмут на себя этот груз ответственности и понесут его. Вот сейчас вот с тебя начинается, и я думаю, это хороший почин, который подхватят и другие молодые люди. Да. Просто дайте нам немножко отдохнуть. В конце концов. Ребята, да. Так что всем этим новобранцам предлагаю писать мне на e-mail, будем зачислять вас в нашу армию. Шатумсок Хизмавайт Эллак. Я не понял, Микаил Мализаев. Так. Это циклится, эти разговоры, там, кто это сказал, не сказал, абсолютно не имеет никакого ровно значения, что там Тумсо сказал, что другой сказал. Это просто слова, которые кому надо в ухо залетят, а кто их не хочет слушать, мимо ушей пролетят. То есть мы не должны вот циклиться. У нас здесь враг. Опять вот если будем сейчас на Тумсо циклиться, то забудем про Путина. Да. То есть тоже нам нельзя, самим тоже нельзя вот циклиться друг на друге. Есть враг, давайте работать против этого врага все вместе. И Тумсо, и другие, там кто есть, все. Вот есть определенный враг, вот туда бейте. Да, когда освободимся, тогда уже как в английском парламенте кричат, там доказывать будем. Вот так будем. В парламенте сядем и будем разбираться, как, что мы видим. Мы друг другу по-любому не должны быть врагами. Да. А если будем, то на радость врагу нашему, в общем. Да. Самое главное, если мы будем, да, Бог грызться, это будет на радость врагу. Конечно. Макс Гартнер говорит, в Ичкерию на пенсию не выпускают. Ну. Так. Я готов бороться до самого конца. Да, вот разговора нет. Так что другие можете просто заявки не подавать. У нас только кто до конца идет. А вот там трудности будет, там холодно, голодно, спрыгивать. Такие лучше не записывайтесь. Лучше мало, но качественно. Так, Лорс Камаев. Аслан, это ведь пчеловод запустил процесс Второй Чеченской войны. Нет разве? Он один из инициаторов начала Второй войны. Сейчас я дочитался. Это ведь его пчеловоды вторглись в Дагестан. Он же выступил против Масхадова. Как можно его считать героем? Лорс Камаев задонатил и задал такой... Да, вот я вам на этот вопрос, да, Лорс, отвечу, вот просто чтобы... Просто не это отсутствие информации. В общем, в 1998 или 9 году, в 99 скорее, в 98 к концу 98 или 99 году была братьями Удуговыми по их инициативе создана организация Конгресс Чечни и Дагестана. Вот с дагестанской стороны был избран, или назначен, или избран писатель и поэт Адало, дагестанец. С чеченской стороны в эту организацию был избран Шамиль Басаев. Избрание было тоже такое, знаешь, интересное избрание. Туда, в этот зал, где они заседали, посадили своих людей, которые проголосовали за заранее посаженные люди. Вы избрали Шамиля Басаева. Для чего это нужно было? Вот этот Конгресс Чечни и Дагестана имел, естественно, устав, да, в котором было записано, что в случае
в любом случае, да, вторжение или там наводнение, или любой конфликт какой-нибудь, что обе стороны обязуются помогать идти на помощь друг другу. Если бы в Чечне что-нибудь случилось, дагестанцы обязаны были прийти нам помочь. А так как произошло в Дагестане, там Багаудин ушел, как мы знаем, Чабан-Махи, Карамахи, там создал шариатское государство, которое директор ФСБ Степашин признал как за хорошее, за хороший почин какой-то, сказал, что в этих селах порядок, наркомании нет и так далее. Причем надо сказать, что эти деревни, да, только или на вертолете можно, или на осле доехать можно, стратегические две вот эти деревни, два этих села, Чабан-Махи и Карамахи. То есть потом уже, когда там закрепились эти люди, вот эти Багаудин со своей бригадой вооруженные, кстати говоря, из Чечни не пришли домой, хотя Шамиль Басаев им говорил: не уходите, будут у вас проблемы, они его не послушались, ушли с оружием, там их приняли. Потом после них, после того конгресса, это когда было создано, спровоцировали боевые действия против Багаудина и его людей. Ну, вот это было 2 года. А он вернулся когда? Ну да, он уже там был, в Дагестане. И они попросили у чеченцев помощь, естественно. Там убивали натуральным образом этих людей. И наши пошли добровольцы, естественно, добровольцы, вот эти вот... Спасательная операция. Да, это была чисто такая дружеская помощь. Не пойти Шамиль туда не мог, потому что его вот это соглашение, да, подпирало. И он туда, когда шел, он шел не как какой-то государственный чиновник. Мы видим здесь, например, Россия посылала своих добровольцев в Ирак на войну, да, в Сирию посылает, везде посылает, на Украину посылает. Украину посылает, и ничего, да, не происходит. Это считается нормальным, а если гражданин Чеченской республики Ичкерия пошел куда-то помогать пойти, это же тоже такое же преступление, как и вот это вот тоже. Да. Как ЛНР пойти, ДНР пойти, то же самое. Поэтому здесь обвинять Басаева не стоит. Еще надо прийти к тому, что напомнить, что Хасавюртовские соглашения, которые были подписаны в 1996 году в Хасавюрте между Масхадовым и Лебедем, в этих соглашениях был отложен статус на 5 лет. В 2001 году Чеченская республика Ичкерия и Российская Федерация Россия должны были сесть за стол переговоров и определить статус, распределить. Ну, признать, то есть. Да, друг друга признать, да, вот это признать. И для того, чтобы это не произошло, им нужен был какой-то повод для войны. Если бы не было вот похода, как его называют, он никакой не поход, но там дагестанская сторона тоже сыграла огромную роль, чтобы втянуть этих людей. И не было бы, они бы нашли другой повод. То есть там, если первую войну нашли повод легко, да, вести войска, то здесь тоже они повод нашли бы с другой стороны, зашли бы с этой. Конечно. У них было 1000 возможностей. Так что Но это то же самое, что сейчас обвинять там нас в том, что нас выселили в 1944 году. то же самое, да. Потому что, можно было найти любой повод и сказать, что это мы виноваты. Шамиль, кстати, не ходил завоевывать Дагестан, захватывать территорию. Если бы он для этого пошел бы, это был бы повод тогда, конечно, на нас. Даже если в этом случае, например, Гиркин, Стрелков пошел в да. Украину, они завоевывают чужую территорию, Крым отжали и присоединить, но они добровольцы. Поэтому они к России не имеют отношения. Как казус белли, повода к войне это не является. И мы также к ним более лояльно относимся, чем к Шамилю Басаеву. Да, к ним мы относимся более лояльно. А Басаев, который не завоевывал российскую территорию в Дагестане, который просто провел спасательную операцию, вывел женщин, детей, он является поводом к войне. Юридически это не является поводом к войне. Именно для этого были взорваны в 1999 году дома, потому что этого недостаточно было для международного сообщества. Американцам показать, европейским странам показать, смотрите, они на нас нападают. Нет. Тогда, когда Басаев ушел, они задействовали вот этот план «Б» и взорвали свои дома. И тогда уже Западу сказали, они взрывают, ля-ля, тополя. И Запад уже сказал, делайте, что хотите. Потому что Запад готов был сказать, некоторые части, сказать, делайте, что хотите.
И как бы мы очень тоже себя, некоторые наши деятели вели себя не совсем верно. И в конце концов они уже напали, и уже Россию никто не мог остановить. И на любой аргумент, когда западные страны, правозащитные организации, международные институты говорили России, что вы делаете, вы напали на там, страну, которую вы признали, выборы признали, президента признали, с Ельциным Масхадов подписывал, договор о мире был, они сразу доставали взрывы домов. Они не говорили про поход в Дагестан, они говорили взрывы домов. Смотрите, взрывы. Потому что поход в Дагестан, спасательная операция, она не являлась казусом белли. А если же Басаев пришел и начал взрывать в Москве, Буйнакске, Волгодонске российских граждан, это уже является поводом, потому что надо эту угрозу террористическую остановить. Да. Как это было сделано в том же Афганистане, допустим. Сказали, что вот Усам бен Ладен там прячется, мы идем туда. Позже это было. Так что вот так вот. Не стоит обвинять нашего героя в том, что мы сделали, то, что он начал войну. Это вообще не то, чтобы там последствия. Первую войну начали российская армия, Ельцин, русские, да, начали войну. А это остальное, все последствия. Да. Шамиль жил своей мирной жизнью, я жил своей мирной жизнью, никого не трогал никогда. Конечно. Да? Но это война нас сделала военными, отправила на войну, там, научила воевать, в принципе. Это Да. же не мы же захотели. Мы жили в мирном В военное городе. училище не поступали. Абсолютно, да. Мы не мечтали о военной службе, мечтали о мирной жизни. Но Россия нам не дала такой возможности, поэтому и Шамиль Басаев появился, и Масхадов появился, и Дудаев, все остальные, кто взял все эти бои. Стали востребованы. Да, кто, молодежь наша, которая погибла во время войны, женщины, дети, все они погибли от российской агрессии. Да. Совершенно верно. Вильпес Инкульта. Аслан, такой вопрос. Устраивают ли русские в Европу митинги или демонстрации против Путина и его друзей? Очень слабо. Очень слабо. Хотелось бы, конечно, побольше. И дело в том, что опять-таки здесь почему слабо? Потому что несколько лет назад Кавказ-центр, который я уже давным-давно не смотрю, этот Кавказ-центр нашел какого-то шейха там арабского, да, который вынес такфир на эти митинги. Он сказал, Он про русских говорит. Про русского? Да, русские проводят ли митинги? Я не понял, да. Ну, Да. Наши тоже мало проводят. Все равно И наши мало, да, и русские мало проводят. Да. И Да. русские мало, очень мало проводят, Да. русские тоже. Если бы они проводили бы, мы бы, конечно, с удовольствием помогли бы, стали бы рядом с ними против Путина, естественно. Путлер, террорист и оккупант, спрашивает, предлагает. Аслан, Хусейник, я Deutsch, да ерзи эфир. Типа, поел бохцу. Что? Но свекса да это, что Хусейном на самом деле фору даст любому. А так, пока 440 человек нас смотрят, я не думаю, что есть. Ну, как Хусейн скажет, мы сразу прекратим. Что интерес, дюйца, Да, если вам не интересно, скажите, вы нам надоели, идем спать. И уходите спать. Мы увидим, что вас нету, и мы тогда выключим. Да, ну, Гушу 440 говорится. Так, ночи антиприкол, задонатил, дал Садоль. Напоследок скажите пару слов про воина Чирии Ахмада Автарханова. Часто слушаю его запись как проповедь для имана. Ну, я его тоже лично знал с первой войны. Ахмад Автарханов, выходец из села Алирой. Он в последнее время был начальником охраны после гибели Ильяса Талхадова, был начальником охраны Аслана Масхадова. Он очень проявил героизм. Вот даже, да, самоник, который Бадык Дитча, его там Аудул Ахмад Аллах, за шутки там. Да? Авдарханов был делом. Не, просто Аудул Ахмад. Там у нас несколько Ахмадов было, да. И надо было разделить. Джим Асламбек. Такой забрин, шутливый такой, знаешь, очень интересный парень был. Да. Да, и он геройски погиб. Просто, жалко, конечно, но все равно он
в памяти народа останется Да. таким же молодым, Да, веселым и хорошим парнем. Да, я кого. Amin. Nazo tawale. Iza masuwa daqilan inah banya и аза газуева, айза газу кибеш ина баня хардит еще ждать скоро. Никогда дитер дол ждать. Идук. Да, вот. Так, Лорс Камаев, вы поняли, почему я назвал его пчеловодом? Расскажите свою версию. Лорс Камаев, спасибо за донат. Мы знаем, что Басаев занимался пчеловодством, или хотел заняться. Но это... Сказал как-то где-то. Да, 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 но это же И ничего. всё, да, это- После этого его назначили премьер-министром, он полгода или год был премьер-министром, пытался что-то сделать, естественно, в тех условиях, в которых мы оказались, наш Да. народ оказался. Это было чрезвычайно тяжело, потому что экономическая составляющая была фактически на нуле, здесь надо понимать. Но от того, что Шамиль это сказал, это не обозначает абсолютно и ровным счетом ничего. Это просто и вот щас, да. шутя сказал, это любой может сказать. Так, основной, Эдуард Мамедов говорит, основной враг человечества это КГБ. Вот об этом и речь. Да, конечно. Основной враг КГБ. Об этом и речь. И надо вещи называть своими именами. Роджерам, Аслан Хусейн, я считаю, что вам, и в том числе Тумсо, для консолидации формирования единой концепции на пути к свободе мешает лишь одно, это ваша гордыня. Каждый мнит себя номер один, отбросьте это. Ты глубоко ошибаешься по отношению нас, я за других говорить не буду. Мы не рвемся никуда. Мы наоборот вот сидим здесь, да, я уже второй раз в этом эфире, я всегда предлагаю и призываю молодежь прийти, молодежь стать рядом с нами, дать нам немножко отдохнуть, какую-то часть этого, Взять на себя какую-то часть работы, потом мы бы больше еще работали бы, чем пытаемся что-то сделать. И поэтому здесь обвинений я вообще никаких не вижу. Я не вижу ни конкурента в Тумсо там, или в другом конкурента. Мы не конкурирующая какая-то фирма. Мы за то, чтобы наш чеченский народ освободился от российского ига. Вот это наша цель. Если у других есть такая же цель, может тоже присоединиться к нам, да, или говорить о том, что говорим мы. О чем, о какой гордыне тут вообще, я даже не пойму, при чем тут Тумсо вообще. Тумсо делает свою работу, хорошо или плохо оцениваете вы сами. Мы пытаемся делать, как мы это умеем и можем. И делаем это не первый год и не последний год, и годами уже пытаемся добиться все-таки признания на международной арене нашего государства. Много-много сделали для этого, еще предстоит еще очень много сделать. Поэтому опять, если с Тумсо говорить, мы просто говорим, что Путин враг. Россия Да, враг, и все. Путин враг. Не Кадыров только враг, а Путин враг. Кадыров российский чиновник. Вот и все. Так, Роберт Муту, брат Аслан, сделай ролик, как цыгане погибли за Ичкерию, как мой отец. Роберт Муту, нужна для этого информация. Присылайте мне информацию, давайте обсудим это. Конечно, с удовольствием сделаю. Сколько, кто погиб, расскажите про отца своего, что вы знаете. Честь и хвала вам, и такого отца, если вы имеете, который погиб за нашу свободу. И, кстати, там литовцы воевали у нас в очень малом количестве. Да. Погиб герой литовец. Я его прах отвозил в Литву в 98 году. Доставлял в Литву, отдали его матери, и мы наградили, награду отдали его матери. Потом азербайджанцы тоже воевали, в Чечне тоже на нашей стороне воевали. Тоже имеют награды люди. Так что много разных. Да, и когда мы деоккупируемся, когда мы придем к свободе, мы обязательно всех их... И улицы будут названы в честь именно настоящих героев, тех людей, которые нам помогали, которые погибли в своей жизни, голову сложили на нашей земле. Они никто не будет забыть, это однозначно. Да, да, Аллах, не забудем никого.
Так, Амир Асан, как насчет раскрутить канал путем совместных стримов, дебатов с известными политическими блогерами? Ну, смотря с кем, смотря с кем. Так, мы занимаемся раскруткой и дальше будем заниматься. Так, Ункно, Аслан, расскажи, чего добились, какая цель, как победить Путина, если правда, то как именно, кому эту правду говорить? Руслан, скажешь ты? Ну, победить Путина. Что такое победить Путина? Сегодня Россия находится, ну если мы же в информационном мире живем, где Да. все доступно, Россия находится в изоляции. Путин не рукопожатный, Путин не 25-летний еще к тому же, да? Всё это Пышущим идет- силами. Да, все это идет к концу. Дело в том, что вот истории, да, вот эти 10 лет, 20 лет, там, это абсолютно ничего. Это не время для того, чтобы страдать из-за этого, да. Просто мы должны делать свое время, свое дело, сделать свое дело. Да. Заберет Путина, вместе с ним остальных всех. И все. Может, как-то по-другому это произойдет. Просто надо еще историю самой России знать, да, если мы посмотрим, например, с этого царя, да, последнего царя, которого грохнуло коммунисты. Вот царь был насильственно свергнут, да, и после этого, если вы посмотрите, там ни одного фактически нет, кто добровольно ушел бы, да. Даже Ельцин был смещен с должности Путиным. Там накопали на него какую-то информацию, его убрали, Да-да. Горбачев был смещен и так далее. Почему Путин не будет смещен? Тоже есть такая И реальная смещен. возможность, да, что его завтра могут свои же скрутить. И замочить. Когда будет туговато, или как Сталина там в луже положить собственной. Да-да. На пол. Сегодня это не проблема. Все, да, так что с Путиным все будет нормально. Готовится пускай. Так, ассаламу алейкум, Асан. На одном стриме ты сказал, что уверен в том, что Telegram это проект ФСБ. Можешь объяснить, почему ты так думаешь? Замечательный человек задал. Я считаю, я уверен, что Telegram это является проектом ФСБ, он раскручивается, потому что ВКонтакте и Telegram это детище Дурова, который как бы контролируется им. Как бы ВКонтакте уже до того дискредитирован, и на основании контакта надо людей сажать, и уже больше всего дел возбуждается по тем, кто пишет в контактах, ВКонтакте. Телеграм как бы начали делать такой весь такой ну, непрослушиваемый, неконтролируемый. Так вот, было такое время, когда говорили, что пытаются закрыть Телеграм, и какие-то... На самом деле это было тестирование для перехода на внутренний интернет России. И говорили, как будто Телеграм закрывают. Идет атака на Телеграм, но закрываются банки, магазины не работают, там кассы на магазинах не работают. Самое главное им вот это, чтобы у людей не возникло, когда будет переход с всемирной паутины на внутрироссийский интернет, им самое главное, чтобы вот банковская система, чтобы для людей это не сильно коснулось, чтобы у людей волнение не поднялось, они боятся волнения. И вот именно они двух зайцев как бы убивали этим, как бы они уничтожают, как бы борются с Телеграмом, соответственно, поднимают авторитет Телеграма и одновременно проводили тестирование. Дуров полностью контролируется, его команда, Дуров там не один человек, его команда полностью контролируется. Если бы он не контролировался бы, мы бы его видели бы где-нибудь в Америке, где он дает пресс-конференции, рассказывает, где-нибудь там встречается там в других местах. Нигде человек не светится, где-то говорят он в перелетах, конкретно даже страна не называется, где он оседает, потому что он там в перелетах. Приедь сюда, получи политическое убежище. Если тебе угрожает Путин, получи программу защиты свидетелей. Ты за компьютером, занимайся чем хочешь. Никто тебя не трогает. Здесь умеют защищать, тем более, если ты имеешь там миллиардные суммы дохода. Так что Telegram это 100%. Кто пишет Telegram, тот пишет на сервер ФСБ. Запомните это. Поэтому у меня нет Telegram. Я надеюсь, я развернуто ответил на этот вопрос. Как обычно. Так.
Замечаю, у Дурова ведь Аджалевка, и он поссорился с властями. Да, да, поссорился он. Так, Адам Штон задонатил. Дал саду Адам Штон. Так, слышал Кадыра Рамз о узло Бахар Аударханов Ахмадях. Очень боялся. Ну, там была, ну да, это было, история есть, когда дом Авторгана Ахмада сожгли, Ахмад пришел домой к тому, кто сжег его дом, с отцом попил чай, вывел его на улицу и сжег их не Такая история. Ну, Ахмад, конечно, но здесь такая ситуация, да, все, кто в тот период был, Мгм. возле Масхадова или там во время войны, мы же друг друга все знаем. Кто что делал, кто кем был, кто там как себя вел. Кадыров не тот герой. Ну нету там Кадырова, там не было вообще. Кадыров, я помню, еще Ведено совсем маленький пацан с шапочкой на голове, там где-то мы соревнования устраивали в честь Дня независимости, Ведено. И там тоже есть, даже на ролике, если кто-то видел, мелькает там. Ну не было, это был ребенок там какой-то, пацаненок, подросток, не ребенок, но подросток, Мгм. который надел какую-то военную курточку и бегал, но все там так любили военную форму, кто-то деревянный автомат держал, кто-то еще что-то. То есть не было фигуры. Он был при отце своем, ну, потом уже будучи немножко повзрослел, и он просто был его охранником у этого Ахмад-Хаджи. Охранником, ну какая охрана муфти нужна? Вот просто сын рядом с отцом. Да, да, да. А здесь Адал уже, Вадала. да, да, иду кивай нохчи галхсани, дуйта Да, доша, да. до иду ласун дица маца ацика, чтобы там какие-то вот эти сказки, которые рассказывают. Сальто в воздухе Да, да. не видел. Да, да, да. Так, замечательный человек. У меня тоже возник сомнение насчет Telegram, поэтому и спросил Аслана об этом. Бахкал ему за ответ. Любая соцсеть под контролем. Да, Диана, любая соцсеть под контролем, но смотря кого контроль. Нам главное, чтобы КГБ контроля не было, да, потому что для нас угроза исходит КГБ. У других есть закон, порядок, защита там твоей конфиденциальной информации. В ФСБ это отсутствует напрочь. И они нам лютые враги. И мы им лютые враги. Потому что они преступная террористическая организация. Так, даже наш Лукашенко сказал, что внутренний российский интернет полнейшая дурость. Дурость. Конечно. Сегодня, представь, вот этот мир, да, как ты в этом мире можешь создать вакуум? Ну вот хотят. Абсолютно невозможно. Но даже если они хотят, я говорю, какой-то там Макс запустит какой-нибудь спутник и даст бесплатный Wi-Fi всем. Тем более, Да, что да. вся эта аппаратура, вся это не российского производства, и Конечно. они ни телефон не сделали, ничего абсолютно не сделали. Все это японская, там, американская технология, поэтому ничего с ней сделать уже невозможно, мне кажется. Кстати, вот была такая информация, вот эта фабрика троллей российская, путинская, американцы, когда у них какие сейчас выборы проводились, провели атаку, ихние хакеры, ответно, они же говорили, что мы ответ, а у них как бы по закону тоже, они же тоже аккуратно все делают, они ограничены законом, в отличие от России. Так вот, они провели атаку на эту фабрику троллей, именно отдел, который занимается Америкой. Им отключили все, представь, они могут все, они показали точечно мы можем. Они могли весь это закрыть. Они сказали, только вот американский отдел они накрыли. Так, Лорска Майя. Удугов кем считать? Тоже героем? Задонатил. Ну, кто как хочет считает, я его не считаю героем однозначно. Ну, вот. Коротко и ясно. Так, Роберт, в отряде Уна Унцо были ромалы, как мой отец. Ты помнишь этот отряд Уна Да, Унцо? я помню, они были, по-моему, 11 человек. Их было Сашко Белым, они приходили возле президентского дворца, я с ним довольно часто и беседовал. Один там очень трагически, но случайно погиб в самом начале войны возле президентского дворца, там случайно выстрел был. Убило его, имя его я, к сожалению, не помню. Вот остальное я так, сейчас не могу, конечно, вспомнить то лицо и так далее. Столько времени прошло, но молодые ребята тогда пришли.
И для нас это было очень знаменательно, что украинцы пришли вот нам на помощь, да, потому что никто больше, никого не было. Вот какая-то Украина И далекая. среди них были романы, цыгане были, да? Ну, я-то не, отличить это невозможно было, но Ну, не все для раз- вас украинцы. да, раз они говорят, значит, Да. там, человек, он и человек в каске, там, военной форме, все одинаковые бывают же. Наверное, были, раз говорит. Да. Так, Хусейн, ну как, уже мы с тобой больше 3 часов говорим. Может, дадим им отдохнуть? Да, Они да. не сдаются. 433 человека, 4 готовы. Так что пригодимся, да, талантик бола, делрейс, Хусейн. Дерез массанахыл сабар хыларна ладлухарна Масайна, дал мулавай тулам вербуцуга шикуят санна Саши урал Куят. вай вяш хылчана вай вяшин вай лаам хылчана шадик далук долшту вай лаам хыли вай ом вай окуза ашту вай шадик нислу. Шадулум духвай для этого. Есть голова, руки, ноги, Да. и мы все есть. И момент есть. Все есть. Буквально просто нужно одно желание и все. Да. Дик дута. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Всем спокойной ночи. До свидания.